если мы не решим проблему демографии, то будущего в России не будет, и у региона тоже. Сегодня докладчики уже у нас в эфире. Жанна Анатольевна, как у нас там? Готова аудитория к началу? Да, Владимир Евгеньевич, я кратко представлю наших сегодняшних участников. Да? Помимо членов нашей межведомственной рабочей группы, сегодня с нами... Не очень удобно? Да? А то я сижу неудобно, чтобы к вам всем лицом повернуться. Да? Представлю, значит, наших сегодняшних гостей в первую очередь. Активно с нами работают сегодня 3 органа исполнительной власти. Значит, от Министерства здравоохранения Республики Коми Кондратьева Ирина Александровна, начальник управления организации медицинской помощи. Сегодня мы им предоставим слово. И также главный врач Республиканского врачебно-физкультурного диспансера Ломов Виталий Евгеньевич. Сегодня здесь в студии в Сыктывкаре заместитель министра образования, науки и молодежной политики Олег Александрович Холопов. Ну и Министерство труда, занятости и социальной защиты представляет начальник управления занятости Оскарев Алексей Владимирович. Поэтому, кроме того, с нами также сегодня активно работают муниципальные образования, подключаются, так как все-таки по круглому столу информация пошла поздно. У нас пошли звонки, я уже выходила с работы, Министерство труда, занятости и социальной защиты также по своей линии довели информацию, у нас стали подключаться в том числе управление по занятости. Вот, то есть список муниципальных участников у нас достаточно широкий. Призываю всех к активной работе, задавайте вопросы. Еще раз обращаюсь к муниципальным образованиям, все-таки, может быть, вы включитесь, и у вас будут какие-то пожелания или вопросы. Можно писать в чат, если нет возможности высказаться по микрофону. Поэтому призываем всех к активной работе. У нас 2 часа на полномасштабную работу. Владимир Евгеньевич, вам слово. Спасибо, Жанна Анатольевна. Ну, сегодня, смотрю, у нас действительно и администрации прибавилось, а то на некоторых круглых столах было маловато. Значит, тогда я прошу дать разрешение на демонстрацию презентации. Технической поддержки. Дайте мне право на... Есть, да? Сейчас попробуем. Есть, да, действительно. Так, видно, да? Значит, сегодня действительно тема, я еще раз повторяюсь, очень актуальная, демографической проблемы. У нас сегодня приглашены с федерального уровня, ну, на мой взгляд, самые яркие специалисты в стране. Яркие в том смысле, что не просто они хорошо владеют темой по отдельным аспектам, а это системные специалисты. Что Крупнов, что мы сегодня пригласили еще Гундарова Игоря Алексеевича, это специалисты, действительно системщики, и которые хорошо знают состояние страны по этой проблеме, по демографической, и кроме того имеют много наработок, как технологических, так и конкретных, и медицинских, и социальных наработок, технологий, в том числе интернет-технологий. Значит, напомню о пилотном проекте, буквально 2 слова, поскольку новые наверняка участники у нас появились. 6 ноября прошлого года в Сыктывкаре проведено было совещание, на котором глава республики Уйгул Владимир Викторович одобрил проект пилотный по совершенствованию механизмов общественного участия в обеспечении жизнедеятельности и развития Республики Коми. Значит, был протокол составлен, планы работ на ближайшее время, ну и создана после этого рабочая группа, которая сегодня вот как-то успешно, более-менее, на мой взгляд, работает. Значит, в чем проблема ключевая проекта этого? Страна находится в ручном управлении. Вы отлично знаете, что вдруг обнаруживает глава страны, что где-то не платят медикам, где-то не платят ученым, когда он до этого давал указания заранее. Это не такой страной управления, ну,
крайне нежелательно, особенно в условиях сложившейся в мире ситуации, когда врагов очень много, а друзей очень мало. Образцов у нас нету. Ни США, ни Китай не являются образцами для того, чтобы решить проблему сложности. То есть, чтобы система управления и объект управления это общество, были по сложности сопоставимы. То есть необходимо создавать саморазвивающиеся среды, в которые фактически и объект, и субъект сливаются в единое целое. Тогда проблема сложности будет решена. Это новые подходы. Это подходы, связанные с прямой демократией прежде всего, и которые мы разрабатываем, на которых у нас есть задел, и в мире наши подходы приняты сегодня, и в США, и в Европе. Считают, что у нас разработки передовые. Фактически нужна организация консолидации государства, общества и бизнеса на основе конвергенции иерархических моделей управления, сетевых и средовых, то есть на целое. А на целое у нас в России культура и история наша, и философия предрасположены. Наши работы космистов, Вернадского, ноосферные подходы Богданова, они все ориентированы на целостность. На Западе таких разработок и в Китае намного меньше. Таких практически нет. Что мы сделали за прошедший период? Провели 5 круглых столов, сегодня это 6-й. Для чего проводятся круглые столы? Круглые столы проводятся не только для того, чтобы как-то просвещением заняться. На этих круглых столах, с помощью этих столов, мы выявляем актив, формируем по мере возможности какие-то площадки, которые потом будут использоваться для сборки в целое, именно для консолидации администрации общества и бизнеса в других проектах, уже совершенно в других проектах, в мегапроектах. Сборка пойдет в других проектах, которые сейчас пока о которых я не говорю, но которые уже подготовлены, проработаны и, надеюсь, будут стартовать в рамках нашего пилотного проекта. Значит, что проведено было успешно? Наиболее успешные круглые столы были проведены по молодежной политике. И здесь и министерство участвовало, в том числе вот Олег Александрович. И молодежь, прекрасная молодежь в Коми, ну, просто слов нет. Особенно опора России. Мы сегодня эту площадку поднимаем на федеральный уровень, не только на региональном, и вместе в кооперации с соответствующими координационными советами Общественной палаты Российской Федерации. Сейчас будем работать, строить их клоны у нас, молодежные клоны Общественной палаты федерального уровня. Одновременно будет завязываться молодежь Республики Коми с молодежью не только через Общественную палату, но и через ряд других организаций, с молодежью корпораций, которые потребляют, так скажем, недра Республики Коми, и надо как-то вместе работать, в том числе и с корпорациями Росатом, Газпромом, и Ростехом и так далее. То есть молодежная политика здесь проработана, и мы надеемся, что молодежь будет активно участвовать в последующей во всей работе, во всех проектах. Более-менее успешно было с наукой. Сейчас прорабатываются мегапроекты, в которых будут участвовать институты и актив научной Республики Коми. И успешной была работа с НКО. НКО у нас действительно очень активное в Республике Коми. Оно вышло сейчас на федеральный уровень. Там не буду подробно рассказывать, но есть проекты федерального уровня, в которые НКО Республики Коми очень активно вошел, лучше, чем другие регионы страны. Первыми они вошли, сформировали соответствующие площадки. Эти площадки неразрывно связаны с нашим пилотным проектом. Значит, хуже обстояло дело с местным самоуправлением. Будем дальше двигаться, потому что не удалось нам как-то выйти на актив нижнего звена, то есть среднее звено как-то подключилось, но нижнего не было. Наши проблемы общие. Какие еще были? В целом я бы сказал, с государственным частным партнерством была работа. Площадку мы создали на базе Академии Госслужбы. Я думаю, что будем работать, но для оживления этой работы опять нужны мегапроекты, в которых бизнес нашел свое место. А просто говорить об этом маловато. Тут надо. Есть задумки, есть проекты. Думаю, что здесь будет все нормально. Что еще? Еще я хотел сказать, ближайшие столы какие будут. Вот сегодня демография.
Я думаю, что это сегодня очень важный момент, и мы найдем красивое решение. Следующий стол, скорее всего, будет 12 марта. Мы учли, что мы последний этот круглый стол мало времени дали на подготовку, поэтому здесь проблемы были, и нервотрепка была немножко. Следующий стол планируется 12-го. Я с Жанной Анатольевной свяжусь сегодня-завтра. Там будет выступать представитель, зампредседателя комитета Госдумы по науке и образованию Смолин. Это очень яркий человек и очень хорошо знающий проблемы образования в нашей стране. Ну и целый ряд других еще будет наших коллег, которые владеют тематикой хорошо. После этого будет, видимо, круглый стол по такой комплексной проблеме качества жизни, социальная доктрина, как общественный договор, который позволит взглянуть более позитивно в будущее Республики Коми, если мы выполним эту работу. Потому что сегодня будущее Коми, которое оно рисуется в официальном документе «Социально-экономический прогноз до 30 года», будущее очень непозитивное. Потому что оно формировалось на инерционном сценарии. А сегодня сценарии нужны другие совершенно. Сегодня нужны проектные стратегические сценарии, которые бы все-таки толкали к развитию, а не по инерции двигались непонятно куда, а точнее в никуда. Ну вот ближайшие мероприятия. На самом деле самое главное для нас, что мы сейчас делаем, но пока еще не озвучиваем это мегапроекты. Мегапроекты, на которых удалось бы на общем деле стянуть регион и обеспечить консолидацию администрации, общества и бизнеса. Значит, что касается демографии. Я буквально несколько слов. Картина очень невзрачная. Идет вымирание по всем категориям населения. Документы, вот ссылки все есть, это документы местные все. И по прогнозу 30 года дальнейшая убыль населения. То есть, нельзя так жить, нельзя без веры в будущее нормально работать, особенно для молодежи это губительно. Более того, скажу, что идет убыль населения по всем центрам региональным, по всем районам. То есть кроме одного района в 2018 году, данный 2018 год, убыль по всем. То есть это не отдельные места типа там Воркуты, а это все. Теперь к докладчикам нашим. Сегодня у нас, я уже говорил, что это и самые яркие в стране специалисты, системщики. Юрий Васильевич Крупнов. Одновременно скажу, что это мои друзья и коллеги многолетние, десятилетиями мы знакомы и работаем вместе по разным направлениям. Значит, он у нас имеет богатейший опыт, в том числе на Дальнем Востоке работал, на больших должностях. Значит, он сам о себе расскажет и выступит. И второй содокладчик будет Гундаров Игорь Алексеевич. Для меня это тоже невероятно яркий человек, потому что он показал на основе шикарной статистики медицинской, и не только медицинской, показал, что если нет образа будущего позитивного, то народ вымирает. Причем не только в России, а во всех странах, в которых складывались кризисные ситуации, без образа будущего позитивного нет и страны, нет и суверенитета. На этом я свое вводное выступление заканчиваю. И дальше технический вопрос. Значит, у нас, я так полагаю, сначала выступит Юрий Васильевич Крупнов с докладом, потом Игорь Алексеевич, а потом вопросы и после этого выступления. В первую очередь слово будет представляться представителям аудитории, в зале кто сидит. И кроме того, конечно, по электронной тоже можно будет связи задавать вопросы и выступать. Итак, Юрий Васильевич, прошу вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Крупнов Юрий Васильевич. Меня слышно, да? Все нормально? Презентацию дайте право, Юрий Васильевич. Да, сейчас я презентацию, соответственно, прошу включить. Так. Базовый слайд видно? Получилось включить презентацию, коллеги? Да, видно, только на полный экран сделайте ее. Да, хорошо.
Так, все нормально? Да, спасибо. Спасибо вам. Уважаемые коллеги, спасибо за приглашение выступить. Моя презентация будет, конечно, проблематизирующая, к сожалению, по-другому не получится. И я прошу так ее воспринимать, как, собственно, приглашение к совместному размышлению и к началу вообще обсуждения колоссальной проблемы, конечно, не только и не столько Республики Коми, сколько нашей страны в целом. Это прежде всего вопрос, связанный с тем, что с 1992 года Российская Федерация фактически вышла в режим открытого вымирания. То есть, да, у нас в 13, 14, 15 годах небольшие были данные позитивные, была некоторая не убыль, а некий рост населения по незначительным количествам. Но это 3 года, это привет нам из конца 80-х годов. Тот пик рождаемости, который был в конце 80-х годов, он отразился, очень, еще раз говорю, повторяю, незначительно отразился в 13, 14, 15 годах. Но сейчас мы летим в очередную, соответственно, демографическую яму. И самое страшное не это, потому что, да, потом в 30-е годы будет опять некое возвышение, но все равно уже будет только убыль, естественная убыль. Слово естественная убыль, как мы понимаем, оно чудовищное, но таков термин. Потому что вся эта убыль, конечно, не может рассматриваться иначе, как противоестественная. Но естественная убыль населения и вопрос для всей страны, не только для Республики Коми, как с этим жить, что с этим делать, как развернуть вымирание страны. И это вот один момент и один аспект. С другой стороны, Республика Коми, к сожалению, конечно, находится среди отрицательных лидеров даже в тяжелейших демографических условиях Российской Федерации. И я хотел бы порассуждать вообще, что с этим можно ли сделать вообще, имеет ли смысл напрягаться, может быть, просто надо отдаться естественным неким процессам, объективным, и, соответственно, не заморачиваться, а заниматься какими-то другими вещами, там, чистой экономикой или еще чем-то. И я рискну предположить, что если вот получится то, что задумали вы в Республике Коми, будет создан мощный общественный субъект развития республики, то я считаю, есть все возможности для того, чтобы впервые в России была предложена региональная жизнестратегия. Вот слово «жизнестратегия», я понимаю, оно звучит немножко непривычно или совсем непривычно, но это вообще-то чистый перевод очень известного в социологии и философии термина «биополитика». И вот Мишель Фуко очень активно использовал этот термин. Если его перевести, это и есть жизнестратегия, биополитика. То есть политика в интересах жизни, а не вымирания. И напомню, что обратной, к сожалению, является политика, тонатополитика. То есть политика смерти, политика вымирания. Ну, если опять перевести чисто на русский, такая смертостратегия, звучит, конечно, совсем ужасно, поэтому лучше по-гречески, тонатополитика. Но хочу напомнить, просто для того, чтобы мы не забывали наш контекст культурно-исторический, что наш выдающийся философ Николай Федорович Федоров вместе с другими проектировщиками на переломе 19-20 веков называли вообще это смертобожием. То есть, когда смерть принимается вот в таком смысле, в том числе в демографическом, как некий закономерный естественный процесс, как и энтропия, да, тепловая смерть, принимается как естественный процесс и, соответственно, потихонечку превращается в объект культа. Так вот, я попытаюсь в моей презентации, в докладе, попытаюсь показать, что есть все предпосылки, с учетом в том числе начавшейся у вас уникальной работы, для того, чтобы впервые в России была предложена региональная жизнестратегия, которая затем может выступить для всей страны, для всех субъектов федерации в виде некого образца. Дальше там можно спорить, добавлять, ее конкретизировать, но я утверждаю, что такая возможность есть, и, в общем-то, наша ответственность в том, чтобы эту возможность использовать.
Давайте посмотрим, ну сначала все равно придется по ситуации. Вот смотрите, 2 года назад Петростат посмотрел, что будет в вашей же республике, не только в Москву, но и в Питер. Вот что это будет означать. Да? Но мы видим, что дальше идут красные негативные столбцы, то есть потеря населения. И, к сожалению, к великому сожалению, Республика Коми, она здесь оказывается отрицательным лидером. Более чем 1/5 часть населения уже к 1936 году по официальному, я смею вас уверить, чуть-чуть приукрашенному прогнозу Петростата, то есть Санкт-Петербургской статистики официальной в системе Росстата, более 1/5 части населения исчезнет в Республике Коми. Мне очень важен этот 1936 год, потому что я никакого отношения не имел к этим подсчетам. Я еще раз повторяю, что готов показать, что они чуть приукрашены, но даже в этих совершенно официозных, официальных, Росстат, орган правительства, подчиняется Минэкономразвитию России, соответственно, мы видим минус 22,6% убыли населения, минус населения, более 1/5 части. Теперь посмотрим, что можно прогнозировать, соответственно, до следующего века, до, соответственно, 22 века. Ну, опять, эта кривая, она, собственно, сама за себя говорит. И мы видим, что с нынешних там, 813 тысяч населения, по сути, республика превратится в один Сыктывкар. То есть вот 270 тысяч, ну в Сыктывкаре чуть поменьше, но и расчет, сами мы все понимаем с вами, что расчет он не до 1 человека и даже не до 10 тысяч. То есть в этом смысле, вот что было в 1933 году прошлого века, то в республике станет к концу столетия. И что это? Что, как к этому относиться? По сути, республика пройдет тот путь, который за 30 лет, тот негативный путь, прошла Воркута, сбросив население почти в 3 раза с нынешних, до нынешних 52 тысяч человек. И вот заполярная Воркута со всеми ее проблемами, фактически республика, получается, повторит, ну, в более растянутом варианте. И этот прогноз не самый пессимистический, то есть это, я утверждаю, средний, даже чуть завышенный прогноз. Потому что на самом деле я не уверен, что когда, ну, примерно, условно, в 50-м году численность упадет ниже 500 тысяч, я не уверен, что процессы выезда, по сути, убегания из республики не приобретут на порядок более интенсивный характер. Вот суть того, что как бы запрогнозировано, и если мы ничего не делаем, не дергаемся, говоря по-простому, вот то, что нам предстоит. До этого я вам Петростат дал прогноз, вот это прогноз тот, который, еще раз говорю, средний или даже приукрашенный, легко считается. Фактически, ну, республика, по сути, исчезнет к концу столетия, потому что со всеми огромными пространствами и так далее, задачами хозяйственными и прочими, мы получим Сыктывкар, растянутый на всю республику. И проблема, безусловно, собственно, здесь вот Владимир Евгеньевич, он у нас ведущий представитель вообще проблематики рефлексии. И проблема вся в том, что мы все, я тоже там, здесь поглубже, может быть, чуть-чуть или побольше у меня опыта, но в принципе мы все очень плохо рефлектируем предпосылки нашего сознания. Вот когда принимаем микрорешения на уровне муниципальном, там, в семье или на уровне республики и так далее. А эти предпосылки, они по сути, если они останутся, они нас, вот как показано на этой страшной предыдущей кривой, они нас загоняют, по сути, в исчезновение республики как таковой. Первая предпосылка. Рождаемость не главное сегодня. Повысить ее, ну, по сути, невозможно. Более того, я цитирую огромное количество, чуть ли и официальных документов, не говоря уже про статьи демографов. Рождаемость низкая – это признак развитости территории или страны. Ну, в самом деле, мы же не какая-нибудь там Нигерия или Афганистан,
где условно там 5-7 детей на одну женщину. Вот первая предпосылка. Все эти предпосылки, еще раз говорю, на мой взгляд, чудовищны, если в них вдуматься. Они лежат в основе наших рассуждений и действий, и они, конечно, на мой взгляд, абсолютно неадекватны и не являются ни в коем случае истинными, но они есть. Вторая предпосылка. Большая многодетная семья ушла в прошлое. Это было тогда, крестьянские семьи, 100 лет назад. Сегодня даже 1,5 ребенка, полуторадетная семья под вопросом, поэтому надо стимулировать рождение максимум 2-го ребенка, а сегодня на федеральном уровне вовсю продвигают идею стимулирования 1-го ребенка. Напомню, что такое есть микродемографическое правило: если хотите получить семью с n количеством детей, стимулируйте n плюс 1 ребенка. То есть если на федеральном уровне сегодня речь идет на всех уровнях, во всех рассуждениях, кроме президента, подчеркну это специально, о том, что нужно стимулировать 1-го ребенка, это значит, мы идем к бездетной семье. И, наконец, третий момент. Миром будут править глобальные города, и, собственно, уже правят, типа Москвы, и, безусловно, расположенные поюжнее, чем Республика Коми, я уж не говорю там про Заполярье. Да? Поэтому отъезд из республики, убегание из республики будет продолжаться, а скорее всего даже усиливаться вот в эти огромные города-государства. Там дальше есть разные теории, там 30 таких супергородов, есть 170 городов, неважно. Важно то, что все туда сбежимся, там только можно нормально жить, и более того, это нормально, норма, и так из этого надо исходить. Вот 3 предпосылки, которые, на мой взгляд, раскурочивают все наше будущее и, по сути, являются, если говорить языком Николая Федоровича Федорова, в чистом виде смертобожия. Или, говоря более красиво, по-гречески, отражением принципов тоната политики. Не жизни стратегии, а смертостратегии. И вот смотрите, я беру очень хорошего демографа, я хочу подчеркнуть, очень интересного специалиста с интересными статьями, да, Попову Ларису Алексеевну, которая работает у вас в республике, очень плодотворно, у нее и ученики, насколько я знаю, уже есть, очень хорошие статьи. Но давайте вот к этим принципам отнесем, не к эмпирике и статистике, а к принципам. Вот российская газета 2 года назад, смотрите. По словам руководителя научной группы, заместителя директора института Ларисы Поповой, проблема смертности для России сегодня актуальнее, чем рождаемости. Если по последнему показателю рождаемости Россия стоит в одном ряду с промышленно развитыми странами, представляете, мы наконец-то вошли, так сказать, в промышленно развитые страны, то по продолжительности жизни не входит даже в первую сотню. Вот, пожалуйста, вам, рождаемость не важна, и более того, низкая рождаемость показывает, что мы с вами, так сказать, не зачуханные какие-нибудь, не в какой-нибудь Центральной Африке, а мы с вами в промышленно развитых странах, да, хоть и вымираем, но в промышленно развитых странах. Или дальше другая статья Ларисы Алексеевны. Самой просемейной мерой демографической политики можно считать приоритет 2-м рождением. То есть приоритет 2-м рождением, это значит курс, в лучшем случае, на полуторадетную семью. Полуторадетная семья, график, смотрите, который я дал выше, к концу столетия из республики Коми будет растянутый на всю территорию республики один город Сыктывкар. Это политика стимулирования 2-х рождений. То есть, понимаете, из этого следует такой пункт, как бы очевидный, что депопуляция республики это неизбежно. Следовательно, это норма, нормально. Мы же не обсуждаем с вами там поворотить движение Солнца вспять или еще что-то. Такой ерундой не занимаемся, мы же с вами серьезные люди. Да более того, мы же с вами среди промышленно развитых стран, а не в Африке. Поэтому, исчезнем, но зато исчезнем красиво, как промышленно развитая страна. Красиво. Смотрю флагманский проект Республики Коми «Демография». Это официально то, что на базовой презентации
в стратегии Республики Коми, самый свежий. Смотрите, ну вот официально. Итак, что включает флагманский проект «Демография»? Ну давайте с конца начнем. Ну, спорт – норма жизни. Я за спорт, я не против. Ну, вот просто как-то мне не очень понятно с точки зрения тех кривых, которые я показал. Вот спорт – норма жизни. Ну что, ну и при чем здесь демография? Ну давайте другой какой-то проект, там спорт, физическая культура и так далее. Региональный проект укрепления общественного здоровья. Ну замечательно, но у нас вообще-то нацпроект здоровья есть отдельный. Конечно, я за здоровье, но какое отношение к демографии? Да? Дальше. Реализация программы поддержки качества жизни старшего поколения. Старшее поколение. Ну, понятно, старшее поколение у нас ходит голосовать, поэтому надо его поддержать. Плюс недавно была пенсионная реформа, которая, мягко выражаясь, мало кому понравилась, поэтому старшее поколение надо ему подольстить, надо ему что-то подкинуть. Понятно. Вот. Но пока это не имеет никакого отношения к тому, чтобы исправить ту страшную кривую, которую я вам нарисовал объективно. Наконец, содействие занятости женщин. Ну это интересно, да, хотя мы понимаем, что тоже это очень абстрактно, потому что, ну, каких женщин? Матери-одиночки с одним ребенком, допустим, да, которых там до трети от всех женщин и, по сути, в разрушенной семье. Ну, давайте ей посодействуем, да, я за, естественно, тут не надо меня ни в чем обвинять, но что это нам даст? Что это нам даст? Это нам даст больший комфорт для этой женщины. Здорово, это важно, надо стараться это делать. Но это не вопрос демографии, если хотите. И, наконец, финансовая поддержка семей при рождении детей. Вопрос, каких детей? Если мы стимулируем второго, а то и первого, ну, то есть, по сути, при рождении первого ребенка мы будем награду давать, а кто? Понятно, финансовая поддержка семей непонятно. Не говоря про то, что даже если мы увеличим льготы, как уже показано там в десятках исследований, и в том числе эмпирическом опыте, мы, по сути, ничего особо не исправим. То есть это потому что льготы и финансовая поддержка – это не стимулирование к большей рождаемости. Это скорее чуть-чуть повышение статуса и уровня жизни с точки зрения минимальной достоинства этой жизни. Понимаете? Поэтому вот смотрю флагманский проект Республики Коми «Демография». Честно говоря, не вижу здесь ничего, что откликалось бы на ту страшную кривую, которую хочу вам тогда напомнить еще раз. Ничего в этом флагманском проекте не вижу, что эту кривую, ну, хотя бы там где-то чуть-чуть поднимет вверх. Вот этот страшный конец, который похож на штопор, находящегося в штопоре самолета. Да? Ничего там в этом флагманском проекте не вижу. Там возникает вопрос, а тогда что в этом проекте? Еще раз повторяю, я убираю вопросы выборов, как-то компенсацию последствий пенсионной вот этой реформы с повышением возрастов, тем более для северян и так далее. Я говорю с точки зрения, вот просто пока говорю с точки зрения вымирания, либо не вымирания республики. Ничего не вижу в флагманском проекте Республики Коми «Демография». Возникает вопрос, кто и зачем его составляет. На мой взгляд, ну, какие-то люди серьезные, да, понятно, социальщики и ученые, но я не понимаю, зачем. Ну, может, я не прав, я для того, чтобы мы с вами рассуждали, обсуждали, с удовольствием послушаю критику в свой адрес. Может быть, вы мне разъясните это, и я увижу то, чего я пока не вижу. Соответственно, на самом деле мы приходим к тому, что сегодня демография – это вообще колоссальная проблема, причем такая всемирно-историческая, с одной стороны, потому что эти замечательные промышленные страны, в которых не хотят рожать, это не только наш вопрос, а действительно это вопрос 20 век, везде снижалась рождаемость. Вообще-то мы перестали выходить на уровень простого воспроизводства еще в советское время, со всеми северными надбавками, социальной политикой. 1964 год. Я страшно просоветский человек, полный фанат Советского Союза. Я считаю, Советский Союз – это вершинное явление вообще нашей российской истории тысячелетней, просто вершинной. И я абсолютно ненавижу любого антисоветчика и так далее. Но мы не можем убрать объективную статистику и факты. 1964 год. Там мы прекратили, по сути,
рождаемостью восполнять смертность. Ну, там старшие возраста это закрывали до 92 года, но в принципе 1964 год. И вот демографическая проблема сегодня для меня это то же самое, что, ну, скажем, для СССР была проблема атомной бомбы в 1944-1945 году. То есть это проблема жить или не жить, to be or not to be, быть или не быть. И эту проблему надо четко зафиксировать. Она проблема. Дело не в том, что у меня есть решение в кармане, у Владимира Евгеньевича, у Ларисы Алексеевны Поповой, которую я цитировал, еще у кого-то. Нет пока решения, нет его, просто нет. Это колоссальная проблема. Понимаете? Вот. Это никто не знает, что с этим делать. Никто. Но надо определяться, во-первых, что это проблема, что она есть, а не так, что все идет объективно, это норма, что мы вымираем и так далее. И в этой проблеме, ну, собственно, вот эти вопросы. Вымирание – это неизбежность, и все, и надо смириться и забыть. Или это временная беда, в которую мы попали, в том числе по своей глупости. Республика так и обречена терять население, или, возможно, как-то закрепить население, а может быть даже наоборот. Так сказать, все будут стремиться поехать в республику Коми. Каждая молодая семья, так сказать, из Москвы, я уж не говорю про другие, будет говорить, ну чего, тебе дали разрешение на въезд в Коми и на поселение? Нет, пока еще глава республики не дал. Жалко, завидую, а вот моему соседу дали и так далее. Третий момент. Управляемое сжатие, очень модное, особенно сейчас на Воркуте отрабатывается. Огромное количество, на мой взгляд, очень странных географов, они рассуждают, что плохо, когда хаос, конечно, плохо, но надо управляемое сжатие, надо сжаться, сократиться. Вот, на мой взгляд, эта технология, которую с удовольствием цитируют и, так сказать, рассказывают о кейсах из Соединенных Штатов Америки и других ведущих странах мира, тот же Детройт, приводя в пример. Вот, на мой взгляд, ну, давайте хотя бы поймем, а может быть управляемое расширение, если хотя бы технология управляемого воспроизводства. И вот эти проблемы, они задают, вот эти вопросы, они задают проблему, еще раз. Просто очень важно, рефлексивно, не спешить, не проскакивать, не ругаться, не обвинять друг друга, кто-то что-то не понимает, еще чего-то, а понять, что это колоссальная проблема, но это вопрос жизни и смерти. Понимаете, вот мне очень запало в душу, когда я был в Пакистане, то первый раз, когда приехал, говорил с военными, с обычными людьми, и мне сказали, говорят, что, ну, знаете, что такое для Пакистана была атомная бомба? А это уже буквально там 80-е, 90-е годы. Выходили люди на демонстрации, ну, поскольку это суверенитет страны, давайте уже будем откровенны, да, это очевидно. Выходили люди на демонстрации с лозунгами: мы будем есть траву, но у нас будет атомная бомба. То есть это означает, что это самоопределение общественное с точки зрения решения проблемы суверенитета для Пакистана. Для нас сегодня демографическая программа это такая же, как ядерная программа, атомный там проект у нас в 40-х годах, у Ирана сейчас, у Пакистана там 20 лет назад и так далее. То есть в этом смысле это надо понимать, и это фактически религиозный вопрос, опять же, то есть чтобы здесь, и здесь идет беспощадная война, религиозная война, потому что одни говорят, ну вымираем, и слава Богу, ну что ж теперь, так все, посмотрите на развитые страны, хотя они очень разные, и в США население растет, в Израиле растет, это я так, для примера развитых стран. Соответственно, вопрос сегодня, на мой взгляд, из этой проблемы, как развернуть вымирание. И, соответственно, нужно самоопределение. Я считаю, это вопрос не правительства даже, это само собой, но это вопрос общественного субъекта. То есть он должен самоопределиться. И я не могу вместо него самоопределиться из Москвы и сказать, вы там не вымираете, или наоборот, да вымираете вы, и так далее. Да? То есть вопрос-то в другом, что должно быть произойти самоопределение. Выбирает что Республика Коми? Каждый человек в Республике Коми, каждая общественная организация в Республике Коми. Жизнестратегию или смертостратегию, биополитику или тонатополитику. Вот, на мой взгляд, это, конечно, ключевой вопрос. Юрий Васильевич, уже так к выводам поближе. Да, все, у меня максимум 4 минуты. Соответственно, что надо делать, если мы выбираем жизнестратегию? Первое. Ставка на многодетную семью.
Нормой должна стать неотрадиционная семья с 3-4 детьми, и таких семей к 40 году должно быть половины. И стимулировать надо не второго, и тем более не первого, а 4-го ребенка, после которого каждая нормальная семья должна попадать в коммунизм, в республике. Второе. Ставка на удержание населения через очерчивание перспектив полномасштабной жизни. Наука, образование, промышленность. В триаде, в единстве. Приведу ряд проектов развития, которые, я считаю, могли бы задать совершенно новую динамику и перспективу для республики. Прежде всего, это Печора. Печору надо ввести в оборот. Это особый вопрос организации гидротехнического обустройства реки и создания водного тракта, который будет включен в единую систему Каспийско-Балтийской Беломорской магистрали. И плюс здесь прекрасный проект Белкомус железнодорожный, но без Печоры он висит в воздухе и будет чисто затратным. А Печора даст нам киловатт-часы в огромном количестве и, соответственно, позволит ее сделать стержнем развития республики. Дальше, мощный порт на Печоре, там Нарьян-Мар, может быть Кындиги, это надо отдельно обсуждать, но нужно сделать мощный порт, который бы позволил опять двустороннюю торговлю, взаимодействие. Полную связанность республики, авиатизация, биоэкономика как новое рациональное использование всех биоресурсов. Воркуту надо сделать, безусловно, образцовым флагманским городом и показать, при всех сложностях показать, что Воркута это не просто мы ее приговорили и все, и она уже там, как пишут в центральной прессе, 1 рубль за квартиру и так далее. Понимаете? То есть надо от этого уйти. Безусловно, Арктика с увязкой, с проектом Урал промышленный, Урал полярный, титановый кластер на основе Ирекского нефть-титанового месторождения. Это некий набор базовых проектов, он тоже надо обсуждать, спорить и так далее. Вот, собственно, реки. Это транспортно-энергетическо-водная система севера России. И здесь Печора, она могла бы и убрать изолированность республики, совершенно дать новые возможности, и стать стержнем. Это отдельный большой разговор. Соответственно, какие предложения конкретно, если мы обсуждаем перевод республики в режим жизни стратегии? Первое. Поскольку я как понимаю, что мы обсуждаем в том числе общественный субъект, то вот я предлагаю, ну, естественно, все это для обсуждения, дискуссии, своего рода создать такой демографический конвент Республики Коми, как общественного субъекта жизни, стратегии и так далее. Там должны быть и чиновники, и все, но это неформальный такой клуб, который за жизнестратегию начинает это двигать на всех уровнях, по всем направлениям. Второе, конечно, нужно до 50-го года демографическую политику делать. И, соответственно, что позитивную, что мы не будем выбирать. Дальше, конечно, желательно создание Министерства семьи и демографического развития. Рождаемость и дети – это не инкубаторские, а это семья прежде всего, и прежде всего многодетная семья. И организация проекта «Многодетная республика» как флагманского для, соответственно, других республик. Мне, кстати, показалось очень правильным, там, пиар, не пиар, но вот было Всебелорусское народное собрание буквально 2 недели назад, и Лукашенко выступал, и он такой предложил проект «Многодетная Беларусь». И сзади там за трибуной был «Многодетная Беларусь». Но вот, мне кажется, просто надо красть эту идею, не стесняясь и так далее. Коллеги, спасибо большое, готов к любым дискуссиям. Спасибо. Спасибо, Юрий Васильевич. Презентацию снимите, закройте. Так, значит, поскольку у нас было достаточно критичное выступление и одновременно конструктивное, давайте вопросы к Юрию Васильевичу, а потом уже перейдем дальше к Игорю Алексеевичу. Вопросы к Юрию Васильевичу есть? Аудитория? Значит, прежде всего аудитория. Все понятно. В аудитории есть вопросы? Согласен. Полностью. Просим. Только представляйтесь, пожалуйста. Начальник управления занятости Алексей Владимирович. Скажите, пожалуйста, почему вы считаете, что именно на первого ребенка нельзя стимулировать? Или не нужно стимулировать на рождение первого ребенка? Не говори.
Хороший вопрос, он сутевой, он по сути, потому что здесь вопрос не в том, что не нужно поддерживать, не нужно там по возможности как-то подбрасывать деньжат и так далее, да, или еще что-то. Просто ресурс ограничен, и вопрос возникает, какой выбор самой республики демографической. Если жизнестратегия, то, на мой взгляд, надо стимулировать четвертого. То есть вопрос не в том, что первого не нужно, а вопрос, кого нужно. Вот нужно стимулировать четвертого. Если же мы весь акцент переносим на первого, я еще раз говорю, то очень грубо такого закона нет демографического, но это означает, что мы фактически стимулируем в лучшем случае однодетную семью, а скорее всего стимулируем child-free, то есть, соответственно, бездетную семью, потому что если у людей ослаблено элементарно инстинкт семьи до того, что надо первого стимулировать, уговаривать, ходить, так по-простому, да, что значит стимулировать, вот, то это значит, что они первого не родят. И это все фантазии, которые нас в любом случае не спасут от вымирания. Поэтому четвертого надо, а первому, конечно, надо помогать. Спасибо. Вопросы еще есть? Аудитория. Может быть, вопросы есть кто по онлайну связан? Муниципалитеты и другие. Тогда просьба как-то заявиться, поднять руку, там есть значок такой, или в чате. Можно? Есть вопросы у онлайновских участников? Можно вопрос? Можно вопрос? Так, хорошо. Извините, Владимир Евгеньевич, Аудитории нет вопросов? есть вопрос. И Владимир Давайте. Евгеньевич, можно? Давайте. Юрий Васильевич, Представьтесь, пожалуйста. Киселев Игорь Валентинович, опора России, Республика Коми, председатель. Юрий Васильевич, очень емкая вообще презентация и доклад, абсолютно с вами согласны. И тонната политика, и эта беременная смерть Бахтина, которая над нами нависает уже 30 лет, и, так сказать, мы от этого никак не можем избавиться. У меня вопрос по абортам. Как вы относитесь к вот этой проблеме? Она постоянно дискутируется, особенно про аборты по немедицинским показаниям, когда там бросил парень там, или еще что-то случилось, и я боюсь, что я не справлюсь, и у нас масса, собственно, смертности, она у нас происходит до рождения. Вот. Поэтому как вот вы смотрите на эту проблему, вот, ваш экспертный взгляд? На мой взгляд, здесь смешано три вопроса, которые надо разделить в проблеме аборта. Но аборт — это убийство, поэтому это вопрос греха, и тут что обсуждать, поэтому я не думаю, что есть в мире люди, которые за аборт как таковой, то есть не в плане разрешения на аборт, а за аборт как таковой, понимаете? Уж какие-то, может, там, не знаю, сатанисты совсем и так далее. Поэтому все время подменяется этот вопрос. Безусловно, это грех. Что это обсуждать? Грех, в котором очень часто в большей степени виноват мужчина, чем женщина. Это тоже все понятно, все прекрасно понимают. Да? Вот. Это одна сторона. Вторая сторона, это, я бы так сказал, техника демографическая. Мы сейчас запретим, например, аборты, перестанем через ОМС финансировать эти аборты. Да? Как, например, такие наши, я считаю, экстремистские товарищи требуют и прочее. Я вам гарантирую, что у нас от этого не увеличится число рождений. Понимаете? И третий момент, почему? Потому что на самом деле, мы прекрасно понимаем, что сегодня технологии контрацепции, они находятся в таком состоянии, что в принципе вполне допускают полное регулирование рождаемости. Понимаете? Поэтому мы сейчас не 100 лет назад находимся. И эта тема, я считаю, она во многом спекулятивная. То есть там как грех, это безусловно. Вот. А как начинают дальше всякие меры предлагать, я считаю, это чисто демагогия и спекуляция. Лучше бы, как я знаю, десятки замечательных общественных организаций по всей стране, которые просто перевербовывают женщин, там, в женских консультациях, в больницах и так далее, перевербовывают, помогают, там, обещают и выполняют, там, коляски им привозят, соответственно, для младенца все, что необходимо, собирают деньги, доплачивать там после рождения и так далее. Вот это общественная работа колоссальная и гениальная, великая, вот это реальное дело.
А вот спекуляция о том, что сейчас запретить аборты и так далее, и страна расцветет, это, на мой взгляд, такая крутая демагогия. Спасибо. У кого еще вопросы есть? Владимир Евгеньевич, здравствуйте. Ольга Вениаминовна Петкова, ресурсный центр «Вектор». Юрий Васильевич хотела ответить Игорю Валентиновичу. В Республике Коми ресурсный центр «Вектор» как раз занимается развитием и поддержкой семейно ориентированных НКО. Мы начали заниматься с 2019 года, и нас пока очень мало. И как раз мы будем инициировать в Республике Коми создание первого семейного ресурсного центра как раз по развитию вот таких социально ориентированных некоммерческих организаций, которая бы помогала как раз психологически, все виды поддержки, которые может оказывать общественная организация в диалоге с государством и как раз помогать вот таким вот семьям. Спасибо. Поэтому вот прекрасная информация. Поэтому вместо того, чтобы спекулировать на абортах, как делает масса политиканов, лучше бы государство и, в частности, республиканский бюджет подбрасывал контролируемые, понятно, деньги для работы таких организаций. Так сказать, бюрократические действия ничего почти не дадут. А вот когда общественная организация, я просто знаю, я еще раз говорю, как разведка, как спецназ пробирается в женские поликлиники и перевербовывает женщин, вот эту работу, она уникальная, это действительно требует просто поддержки из республиканского бюджета. Спасибо. Есть еще желающие? Аудитория? Так, если нет, то будем двигаться дальше. Спасибо. Онлайн кто-то хочет? Я смотрю, в чате нет обращений. Тогда Игорь Алексеевич Гундаров, прошу вас поделиться с нами вашим опытом. Микрофон включите. Игорь Алексеевич, включите микрофон. У вас включен микрофон? Если... Так, служба технической поддержки Гундарову Игорю Алексеевичу, проверьте, чтобы был включен микрофон. Игорь Гундаров. Он у нас дополнительный докладчик. Так, Игорь Алексеевич, сами можете включить микрофон? Попробуйте. Все, есть включен. Давайте, все включен микрофон. Есть, слышу вас. Добрый день, дорогие товарищи. Я постараюсь быть компактным. Игорь Алексеевич, буквально 2-3 слова, кто вы, а то у нас там позже построение. Да. Я, с одной стороны, теоретик, кандидат философских наук и заканчивал аспирантуру в Институте философии АН СССР и являюсь системщиком. И моя диссертация была посвящена системным исследованиям, поэтому то, о чем говорил Владимир Евгеньевич, я в курсе. Но с другой стороны, я сугубо практик. Я врач, клиницист, физиолог, доктор медицинских наук, профессор по 2 специальностям, внутренние болезни, здоровый образ жизни. И поэтому меня очень сложно провести, и я не попадаюсь на красивые слова, и меня всегда требует, а еще я эпидемиолог, это та наука, где требуется все доказать, показать, проверить, просчитать. И вот красиво звучат слова Александра Григорьевича Лукашенко насчет процветающей Белоруссии, а теперь конкретно, а там демографическая ситуация такая же трагичная, как и у нас. И то вымирание, которое коснулось нашу страну, аналогично след затронуло Белоруссию. Тогда вот я делаю вывод, что что-то сложнее. И насколько мы владеем теми законами, которыми управляется демократия. А в ней 3 блока, об этом уже говорилось: рождаемость, смертность, миграция. Я остановлюсь сегодня на смертности. И у меня будет неожиданное практическое предложение, подчеркиваю, практическое, по снижению смертности. И чтобы вы мне поверили, оно будет действительно неожиданное, и здесь есть представители у вас здравоохранения, я перечислю, где я работал, чтобы вы знали, я владею этим вопросом. Итак, я лет 20 с лишним проработал в Центре профилактической медицины на Петровилийском, где сидел Чадов,
где создавалась советская профилактическая школа. Я лет 20 преподавал в Академии последипломного образования врачам по здоровому образу жизни. Я работал в Институте лидерства и управления здравоохранением первого МГМУ имени Сеченова. И сейчас я преподаю в Академии труда и социальных отношений, очень важная сфера, где мы начинаем готовить новых специалистов по профилактике, которая, эта школа у нас отсутствует. У нас нигде не преподают в вузах, не готовят специалистов по профилактической медицине. Полагаю, что это автоматом решается. А автоматом не получается. И вот мы, да, еще что, я демограф и единственный врач среди демографов. Поэтому для меня рождаемость и смерть – это не просто цифры, а конкретно сперматогенез, овуляторная способность яичников, инфаркт, инсульт, метаболизм. И вот здесь только можно будет разобраться, не унижая социально-экономические проблемы, но вот именно с системных позиций в целом увидеть общество и человека. И вот теперь смотрю, демографическая ситуация, Юрий Васильевич прекрасно, вернее, трагично это описал, и она продолжает ухудшаться. Причем попытка президента с помощью нацпроектов повлиять на ситуацию не оказала влияния. Смертность стала снижаться с 2003 года, и нацпроекты не ускорили спад. Рождаемость стала повышаться с 1999 года, и на этой траектории есть влияние материнского капитала. Более того, рождаемость в наиболее продуктивных возрастах где-то 19-24 года катастрофически упала на фоне нацпроектов. И вот тогда, да, а прошедший 2020 год по стране взлет смертности 350 с лишним тысяч избыточно умерших по сравнению с 2019 годом. Причины, с одной стороны, разумеется, глобальные. Это социальное, экономическое, неблагополучие, необходимость роста благосостояния, заработная плата, занятости, оптимизация здравоохранения. Клубок проблем, которые сейчас сразу вот так не столкнешься. А может быть, диспансеризация поможет? Мы посмотрели результативность диспансеризации. Так вот, новые случаи за 3 года диспансеризации составили всего 2%. То есть вот те десятки миллионов, кто приходили на диспансеризацию, нуждались в выявлении новых случаев всего 2%. И вот, перечислив вал проблем, мы решили задать себе вопрос, а можно ли найти сейчас точку, слабое звено, вот инновационный прорыв, с которого можно вот сейчас конкретно вашей республике предложить что-то начинать делать и контролируя эффективность каждый год. И вот для этого следующие наши расчеты. Итак, смертность, я уже сказал, буду говорить о смертности, смертность высокая. Сколько по стране примерно умирают и становятся инвалидами, давайте возьмем трудоспособный возраст, их 70 миллионов. Я говорю о округленности. Так вот, в этом возрасте умирают и становятся инвалидами 700 тысяч. Почти под миллион. Большая цифра. Но если вы пересчитаете на 70 миллионов, вот сейчас прорывной наш вывод, мы для себя сделали открытие, которым я хочу поделиться вам, это будет точка отсчета для практических действий. Итак, 700 тысяч инвалидов и умерших на 70 миллионов населения – это 1%. И вот это было для нас практиков озарение. То есть всего 1% трудоспособного населения нуждается в актуальной профилактике риска умереть или стать инвалидом. Но за 1% мы не сможем этот риск снизить. А сколько понадобится? Ну, года 3. Тогда умножаем 1% на 3, и вот теперь окончательный вывод. В стране и в вашей республике только 3% трудоспособного населения имеют высокий риск умереть от основных инфекционных заболеваний или стать инвалидом. Всего 3%. А это уже масштабы совершенно другие. Я имею в виду нагрузка на практическое звено, которое будет этим заниматься. И вот тогда, а эти расчеты мы сделали лет 20 тому назад, и вот тогда мы себе дали задание ученым. А ученые это Центр профилактической медицины и первый университет. Как найти вот эти 3%?
То есть наша задача сейчас сделать технологию, которая позволит найти эти 3% с высоким риском, чтобы заняться ими прицельно. И мы сформировали стратегию. Персонализированная профилактика. Но это модное слово персонализированное. Вообще это советское выражение у нас было индивидуальный подход к профилактической медицине. Современная медицина популяционная. Она воздействует на все население. А мы с вами договорились сейчас найти слабое звено, вот эти 3%. И вот у нас наша профилактика ориентирована на конкретного человека. Дальше что делать? Как их найти? Еще, а может быть просто бороться с факторами риска, холестерин, курение, избыточная масса тела, гемодинамия. Провели анализ, у нас монография недавно вышла, профилактическая медицина на рубеже веков. Мы обнаружили, что борьба с этими факторами, уважаемые коллеги, попробуйте меня переубедить, не удастся. Смертность не снижается. Эти факторы оказались всего лишь индикаторами, маркерами риска, а причина в чем-то другом. И вот теперь, что лежит в основе нашей практической программы? Первое. Мы стали заниматься изучением резерва здоровья. Морской резерв здоровья. Это метаболизм, гибкость сосудов. Наличие этих резервов, задача измерить их резерв. И мы разработали сейчас программу. Алло. Да, Игорь Алексеевич, слышно? да, слышно сейчас. Вот, да, вот что мы сейчас конкретно начинаем, дорогие друзья. Мы в интернете вывешиваем программу, куда любой взрослый человек может зайти и ответить на вопросы. Есть ли у него боли в голове, есть ли боли в сердце, есть ли у него кашель, уровень образования, курит, не курит, какой у него рост, вес, давление систолическое, диастолическое, пульс покоя, самооценка, уровень депрессии. Для того, чтобы компьютер на основании классических эпидемиологических исследований рассчитывает у человека риск опасных заболеваний и степень психического неблагополучия. И вот как бы обращаюсь ко всем, это уже остановить невозможно. Сейчас это вот самое, о чем говорил Владимир Ильич, мы подключаем людей. Если человек не может контролировать свои риски, он не будет активно участвовать в профилактической работе. И ему можно лапшу навесить и сказать, что тебе будет хорошо, а на самом деле хорошо не будет. И вот в ближайшее время нами, учеными и технологами, разработала методика, которая сейчас каждый взрослый человек заходит в интернет и оценивает свои риски. Эта технология станет доступна всем. Теперь следующий вопрос. А это уже этап, вот первый этап, как бы диспансеризация по выявлению высоких рисков. Не новых случаев заболеваний, с этим поликлиника справляется, а выявление лиц с высоким риском. Среди них обнаружится с высоким риском процентов 10, потому что методика не очень точная. И вот теперь обращение к здравоохранению. И еще, мы вдруг обнаружили, что врачи не будут заниматься профилактикой, они перегружены. Я сам работал участковым врачом, особенно сейчас. А где нам тогда найти кадры? Вот, друзья, я обращаюсь теперь к вам, причем наша технология проста, она для муниципалитетов. Большое здравоохранение на муниципальный уровень не спустится, а на муниципальном нужно простое, доступное. Вот мы предлагаем технологию для муниципалитетов. Итак, выявляются 10% лиц с повышенным риском. Теперь их куда направить? И что за специалист ими займется? И вот мы начинаем в Академии труда и социальных отношений готовить специалистов по медико-социальной работе. Он немножко врач, немножко психолог, социолог, организатор здравоохранения, юрист, тем, чтобы на предприятиях, в муниципалитетах создавать вот такие центры, да, и еще кадры. И вот служба социальной поддержки, социального обслуживания, мы посмотрели, там 1 300 000 человек. Значит, нам нужно срочно сейчас подключать не только Минздрав, а Минтруд, Министерство социального развития. И мы готовы готовить эти кадры. И вот в этих центрах тогда начнут
специалисты, кому-то нужна психологическая коррекция, кому-то двигательная активность, кому-то пятидарные ванны, кому-то дробно-гипоксическое дыхание, кому-то разгрузочно-диетическая терапия, кому-то нужно замуж выйти, помочь, потому что она потому и страдает, что ей уже 35 лет и не может иметь детей. И вот тогда мы начинаем практически ориентированную, доступную, контролируемую самим пациентом систему персонализированной профилактики социально значимых заболеваний. Она дешевая, она массовая, она включает само население в управление своими рисками для того, чтобы, причем под контролем реальной динамики этого риска. Потому что это все просто. Войди в интернет и посмотри через полгода. Тебе посоветовали раз, два, три, четыре, пять, а снизился риск или нет. И вот тогда, мои дорогие, Владимир Евгеньевич, спасибо вам большое. Мы думали с такого региона начинать, и у нас были прикидки, мы уже там начали заговаривать. Но я думаю, почему бы нам тогда не начать с республики Коми? Вот конкретно, итак, как это называется? Система персонализированной профилактики социально значимых заболеваний, основанная на современных базовых эпидемиологических доказательных закономерностях, доступную по финансам и организационным возможностям. Вот мое короткое выступление. Игорь Алексеевич, спасибо. Я прошу вас прислать тогда небольшую пояснительную записочку на это предложение, ну буквально страницу. Мы это включим в концепцию и потом, возможно, рассмотрим в дорожной карте это предложение. Так, коллеги, вопросы к Игорю Алексеевичу есть? Медицина? Владимир Евгеньевич, да, к Игорю Алексеевичу есть вопрос. Предложение. Меня зовут Андрей Михайлович Петков, региональный представитель Владимира Евгеньевича Ремского в Республике Коми. Игорь Алексеевич, как вы смотрите на то, что если мы, как некоммерческий сектор, социально ориентированные некоммерческие организации, инициируем в Республике Коми проект вот в данном направлении, запустим его в одном из муниципалитетов, рядом тут сидит со мной деятель общественный, очень такой, в Сыктывкарском районе, Поталицын Евгений Васильевич, и мы уже с ним обговорили, и даже есть договоренности у нас с Коми-научным центром там, по выделению определенных площадей жилищных. И вот я как вижу, что вот этот проект написать, что даже с предоставлением жилплощади вот таким врачам, которые будут заниматься людьми. Поддержите ли вы на федеральном уровне вот этот проект? Письмо поддержки. Напишите ли вы? Спасибо. Я полностью поддерживаю и более того считаю, что это будет основным инструментом реализации этого проекта в населении. Спасибо большое. Спасибо. Вопросы есть, Игорь Алексеевич, еще? Аудитория как? Есть там медики? Чтобы мои друзья врачи не обижались, я врач. И моя задача понять, кто за что отвечает. Но не будет клиницист заниматься этими вопросами. Ваша задача поставить диагноз, разобраться в теме лечения. А это, причем каждый врач понимает, насколько важен образ жизни. Но он не враг пациенту, но он не может этим заниматься. И вот мы тогда готовим медико-социального работника, который в тесном контакте с клиницистом, вот тогда видим мы целого пациента. И более того, я сейчас не затрагиваю работу на предприятии, там тоже самостоятельная работа примерно в этом случае. Поэтому только союз клиницистов и медико-социальных, мы даже будем понять, как социальный врач. Вы лечите таблетками и скальпелем, а мы влияем на ту душу, на социальные условия, но и мы, и вы врачи. Какие-то вопросы? Так, Игорь Алексеевич, вот тут пишут в чате, что в территориальных центрах социального обслуживания населения существуют отделения реабилитации, где работают специалисты, психологи, инструкторы, ЛФК, массажисты, которые выполняют эти задачи. Но услуги платные. И здесь возникает другая проблема. Люди не хотят платить за данные услуги. Вот что написали коллеги под именем Юзер. Вот большое спасибо Юзе. Она подчеркнула, что, понимаете, какая причина? Инфраструктура есть. Нам не нужно что-то заново открывать, помещение, отопление, свет. Инфраструктура есть. В приказе эта обязанность записана, но технологий нет.
И вот мы готовим технологии, и более того, мы можем дать второе высшее образование, заочно вас обучить социальной работе. И потом уже посмотреть конкретно, что платно, а что бесплатно. Это уже вопрос технический. Понятно, спасибо. Вопросы есть еще к Игорю Алексеевичу? Аудитория, Здравствуйте. представляйтесь только. Казначеева Екатерина, исполнительный директор Фонда регионального отделения ОФОН России. Абсолютно поддерживаю идею Игорь Алексеевич. что нужны здравницы, а не больницы, что вы рассматриваете человека комплексно, не отдельно сердце, отдельно почки, отдельно психология, да, а именно комплексно. Это все замечательно. У меня такой вопрос. Как вы будете, как мы будем мотивировать людей в эти здравницы приходить и заботиться о своем здоровье до того, как он почувствует себя плохо? Я бы сама побежала. Молодец, спасибо, очень хороший вопрос. Что подумали? Мотивирование следующее. Мы всем в интернете, каждому интересно будет, ну мужик, если ленивый, жена заставит, ну слушай, зайди, ответь на вопросы, давай тебе давление измерим, поприседай, какая реакция пульса, ну элементарно просто. И вот там у нас предложение такое. 3% нуждаются в профилактике, 97% не нуждаются. В какую группу попал ты? И каждому интересно посмотреть, в какую группу попал он. А вот если он попал в группу 3%, вот тогда вам и мотивация. Более того, поскольку мужики менее дисциплинированные, а разница в смертности представляет продолжительность жизни 10 с лишним лет. То есть вам, нашим женщинам, гарантировано 10-12 лет вдовства. И вот мы тогда обращаемся к вам. Займитесь диспансеризацией своих мужиков. Пускай он зайдет в интернет, оценит риск. А увидев риск, видите, насколько перспективно наш подход. Индивидуально. Популяционисты говорят, всем бросить курить. А мы говорим, что среди курильщиков только 5% имеют высокий риск. И вот мы тогда обращаемся к курильщикам. У меня даже была минздравовская разработка, но она не озвучена. За безопасное для жизни курение. Мы тогда к курильщикам обращаемся и говорим, приди, оцени свой риск. И если он низкий, значит ты попал в группу как Черчилль. Тот был толстый, и курил, и коньяк пил, и дожил до 91 года. То есть у нас в принципе радикальный, революционный другой подход. Нас интересует, в кабинет к нам придет не вся популяция, а придет конкретный человек. И мы ему дадим адресный совет. И вот это супер мотивация, когда он вдруг увидит, что конкретно ко мне, на моей идее, исходя из этих показателей, оценили риск. И более того, я буду контролировать динамику риска. Через полгода получилось, не получилось. И тогда специалисты будут замотивированы искать наиболее эффективные средства. Вот мы сейчас вам просто желаем, обещаем и не отвечаем за то, что с вами будет. Клиницист, он сразу отвечает, более исчезло или нет. А у нас это отсрочено на десятилетия. А здесь все становятся замотивированы, и им всем выгодно работать в рамках этой программы. Спасибо, Игорь Алексеевич. Вопросы еще есть? Аудитория? Так, теперь давайте мы с федералами закончим. Патрушев Владимир Иванович, хотите сказать что-то? Включите микрофон, Патрушев. Владимир Иванович Патрушев. Микрофон. Да, включен. Давайте. Можно говорить? Уважаемые коллеги, вы меня слышите? сделать погромче? Можно сделать звук погромче. Погромче как сделать? Понятно, я сама. Как сделать погромче звук? Все хорошо, дознаватели. Наладить, да. Уважаемые коллеги, мы имеем дело с самой сложной проблемой, с которой столкнулась Россия, демография. И в научном плане, и в управленческом, законодательном и других, это сложнейшая проблема. Поэтому с точки зрения теории вопроса, первое предложение – рассматривать республику Коми как крупномасштабную систему, в основании которой является демографическая подсистема, и на эту демографическую подсистему работают все другие подсистемы. Социальная, социально-психологическая, экологическая, экономическая, политическая и духовно-нравственная.
Они все взаимосвязаны и все работают на демографию. Демографическая подсистема ключевая. Если, что бы мы ни делали с вами в экономике, в политике, в законодательстве, в налогах и прочее, все отражается на демографии. Поэтому, если демографическая система дестабилизируется, если мы прокладываем дороги, если поликлиники и прочее, и не связываем, какие будут последствия рождаемости и смертности, мы с вами не получим нужного результата. Это первое. Так, я посмотрел стратегии многих регионов, в том числе Республики Коми. Это пирог. Экономический блок, социальный блок, и демографический блок и так далее. На самом деле проблема не рассмотрена как крупномасштабная система Республика Коми. И нужен интегральный результат. А интегральный результат — это рождаемость, это смертность, это уровень и качество жизни, образ жизни и так далее. Население — то, о чем мои коллеги говорили. Это первое. Второе. Из своего жизненного опыта. Поверьте мне, сегодня 82 года. И я пережил много, поэтому с точки зрения своего жизненного пути я вам говорю, первая крупная задача, которую нужно решать, это города Республики Коми как городские агломерации. Город Воркута, город Сыктывкар — это городская агломерация. Если мы не разберемся, что такое агломерация, что такое пригород, в котором проживает до сотни тысяч молодых семей, которые получили земельный участок, которые построили дом, которые посадили сад, вырастили, и которые после 4-го ребенка им не нужно платить ипотеку за этот дом, то есть стимул, дети на земле и так далее. Это пригород. Это опыт Белгорода. 80% жилья в Белгородской области строятся индивидуальные дома. Индивидуальные дома. Молодая семья получает участок, получает ипотеку. После 3-4 ребенка платить ипотеку не надо, закрываются. То есть мощные стимулы. Родители работают в городе, едут машины, везут ребенка в детский сад в город. Ребенок учится в городской школе. Таким образом, нет такого вот противостояния, что в селе того нет, другого нет в деревне и так далее. То есть все города Коми как городские агломерации. Третий очень важный вопрос, который я хотел бы сказать, это проблема мужика. Мужик, если мы не поднимем проблему мужика, его авторитета, его и все прочее, я вам скажу, мужик недолюбит. Мужик недолюбит, он меньше живет, он не находит себя как глава семьи, он не формируется как хозяин, глава семьи, ответственный за все, что происходит. Поэтому для того, чтобы переменить эту ситуацию, нам нужно разобраться с мужиком. Кто такой мужик? Отец, хозяин, глава семьи, кормилец. И руки у него такие, которые может это все сделать. К сожалению, это сегодня мы вот эту проблему вообще не поднимаем. Однажды на конференции в Москве, где тысячи людей, я выступал с этим вопросом, вы слышали, какие аплодисменты произвели, значит, вот когда я сказал, что мужик наш недолюблен, и поэтому нужно изменить к нему отношение. И еще один вопрос, это студенты. Студенческая семья. Господа, мы не уделяем внимания, потому что после того, как выпускник уйдет на предприятие, он теряет контакты, он не может найти себе спутницу жизни или спутника. А студенческая семья, это ставит вопрос перед вузом.
где семейное общежитие, где комната или однокомнатная квартира, которую надо дать. Если мы будем стимулировать создание студенческих семей, таким образом мы уже на первом этапе с вами можем многое сделать. Эта семья поедет, учитель или врач, в район, они уже не едут с семьей, они едут уже с первым ребенком. И это уже очень важно, образование вот этой семьи. И последнее, это родовая семья. Ничего подобного я не видел, как родовая семья Пятецкого. 5 поколений живет в одном месте. Этот опыт уникальный для России, для всего мира. Пятецкий — это профессор, МИСИС Валерий Ефимович. Мы можем его пригласить. Он нам все это дело расскажет. Это в 15 километров от Белгорода взят земельный участок и построена родовая семья. Уже сегодня у них свой врач, у них свой учитель, у них 5 поколений живет в одном месте. Бабушки, прабабушки, прадедушки и так далее. Можно себе представить, если основательница этого рода, родовой семьи, у нее правнуки на коленях. Какова вот эта вот передача всего поколения, вот, образа жизни и так далее. В 17 лет девочки подбирают мальчика, в 17 лет ее готовят к тому, чтобы она готовилась к семье. Скажите, пожалуйста, мы этим делом занимаемся, и прежде всего школа, вуз, ну и родительские комитеты и так далее. Подготовка девочки к семье, чтобы она в 17 лет уже понимала о том, что ее ожидает, как мама, которая родит 3 и 4 детей. Это тоже надо готовить. Родовая семья. Если вспомнить, в каждом муниципалитете займутся и будет хоть одна родовая семья, то это уже так. И последнее, это семейские староверы. Семейские староверы — это переселенцы, которые оказались в Бурятии. Я сам старовер, моя мать староверка, которая родила 8 детей. Закон староверов. Аборт сделать нельзя, это грех. Закон. И отсюда 8 детей, которые в нашей семье родила моя мама. Старовер. То есть вопрос религии, вопрос влияния церкви, вопрос и православия, и других религий, которые имеются в Республике Коми. Каким образом она работает на укрепление семьи и так далее. Я думаю, что вот это весь комплекс проблем, которые наши уважаемые ученые поставили перед нами, я рассказал о конкретных технологиях, о конкретном опыте, который я наблюдаю 30 лет, вот работая в Белгородской области и в других регионах. Спасибо. Спасибо, Владимир Иванович. Вопросы есть, Владимир Иванович? Тогда, коллеги, есть вопрос, нет? Разрешите? Есть вопрос, я вижу. Владимир Иванович, со всем уважением, да, опора на традицию, это все очень правильно, Сергей Валентинович, опора России. Но я все-таки хотел несколько обозначить этот вопрос, когда мы говорим про такие вот городские агломерации, где в окрестностях города живут тысячи семей там, в своих домиках. Когда мы говорим про Белгород, это понятно. Но когда мы говорим про Воркуту, понимаете, это непонятно. Вот, потому что там тундра. Вот, и надо все-таки как-то учитывать специфику севера в этой всей организации. Предыдущие там ораторы тоже говорили про то, что делать Воркуту центром, ее, так сказать, поднять на флаг и так далее. Я просто общался с людьми из Воркуты, да, натурально эти люди приезжают, там, такой был у меня опыт, девушка приезжает и трогает листочек, понимаете, осенью, трогает и, я говорю, трогает и плачет, а почему? А потому что там нет листочков. Вот.
тех листочков, которых мы все видим, которым мы радуемся, да, про которые Пушкин писал, а в Воркуте их нет. Поэтому этот момент, ну вот нам надо, я за развитие Республики Коми и за развитие городов, может быть сложно найти человека, который был бы больше за развитие, но нам нужно учесть этот фактор при вот этой стратегии и понимать, что как бы там люди думают и чего они на самом деле лишены, оказавшись на крайнем севере. Спасибо. Спасибо, вы правы. Есть специфика, безусловно. Значит, коллеги, давайте так договоримся. Теперь переходим к выступлениям. Кто хочет выступить от аудитории или онлайн? Давайте предложения. Владимир Евгеньевич, какие есть желающие? Так, Владимир Евгеньевич, давайте, наверное, мы передадим слово сюда в студию. Да. Так как время, кажется, еще осталось 40 минут, но оно быстро пролетит. Вот. Я предоставлю слово нашим участникам студии. Министерство здравоохранения. Вы скажете слово? Да. Я передаю слово Ирине Александровне Кондратьевой, да? Да, вам как удобно. Она в камеру. Сейчас камеру. Может быть. Здравствуйте, уважаемые коллеги. В студии, кто нас слышит, уважаемые эксперты. Действительно, мы с интересом выслушали идеи специалистов, которые анализируют ситуацию извне республики, анализируют большие базы данных, анализируют место наших проблем в структуре проблем общероссийских. Но хотелось бы отметить ряд моментов, которые, наверное, существенно влияют на формирование вот той демографической ситуации, которая на сегодня в регионе есть. Действительно, большая часть вопросов была озвучена. Это сверхсмертность населения, особенно сверхсмертность мужчин в трудоспособном возрасте. И преимущественным фактором неблагоприятных исходов этих потерь являются внешние причины и влияние алкоголь сопряженных факторов на показатели смертности как населения в трудоспособном возрасте прежде всего, так и на население в целом региона старше 18 лет. Во-вторых, конечно, мы видим, что неблагоприятные тенденции в показателях рождаемости населения в нашем регионе. Суммарный коэффициент рождаемости ранее был близок к 2, то сейчас он прогрессивно снижается, мы это видим ежегодно. В-третьих, мы оцениваем по общим показателям суммарной ожидаемой продолжительность жизни, интегративный показатель, который в регионе еще не приблизился к уровню российского показателя, и гендерное различие этого показателя также довольно существенно, как и сказали предыдущие докладчики. Ну вот, конечно, мы с интересом заслушали те идеи, те предложения и возможные проекты, которые следует рассматривать для улучшения демографической ситуации в нашем регионе. Но мы понимаем, что здесь минимум 3 составляющие, на которые нам надо влиять, и есть еще макроэкономика, которая также влияет на все, что в регионе у нас регистрируется. Да, мы говорим как о стимулировании рождаемости, создание предпосылок для многодетной семьи, снижение числа абортов, которые на сегодня, кстати, в Республике Коми легальные аборты, в том числе проводимые по желанию женщины, по уровню выше, чем среднероссийские. И, во-вторых, есть медицинские меры, которые могут стимулировать рождаемость. Это, помимо традиционных методик экстракорпорального оплодотворения, которые для женщин в нашем регионе доступны, как на нашей базе, так и за пределами региона, а также работа с женщиной, с семьей по предупреждению принятия женщиной решения об аборте. Вот это тот пласт проблем, которые можно решать, в том числе с привлечением специалистов в области медицины. Ну вот, в части рождаемости, если мы немножко глубже посмотрим, то главой Республики Коми было проведено большое совещание с представителями экспертного сообщества, общественных организаций, с представителями органов исполнительной власти, и проблема, которая обусловливает снижение рождаемости, была всесторонне изучена, и мы видим, что есть резервы в части повышения
эффективности консультирования женщины в период принятия ей решения о сохранении беременности, о взаимодействии с религиозными официальными конфессиями в части помощи женщине вот в этот период и в период дальнейший, связанный с рождением и воспитанием ребенка и с развитием семейной политики. Вот. Кроме того, мы видим, что недостаточно у нас, конечно, на сегодня в информационном пространстве пропагандируются семейные ценности, многодетная семья, молодая семья, да, семья полная, для того, чтобы ребенок вырос полноценной личностью. Да? Вот. И все эти направления, ну, они в большей степени организационные, наверное, они приняты за основу для формирования плана мероприятий. Кроме того, мы видим, что недостаточно пока на сегодня взаимодействие межсекторальное и взаимодействие с общественными и социально ориентированными некоммерческими организациями. Вот в период, когда создается семья, когда принимается решение о сохранении ребенка, да, сохранении беременности, когда принимается решение о сохранении семьи. То есть вот есть точка для предложения возможностей социально ориентированных некоммерческих организаций именно в этой части. Но что касается мер финансовых, то есть стимулирования рождаемости, наверное, не мне говорить, но тем не менее эти вопросы также звучали вот, как проблема, которую необходимо нам решать и развивать. Но что видится еще? Мы много раз изучали ситуацию, рассматривали цифры, статистику официальную. Мы видим, что все-таки в полной степени анализ причин малодетности семей, причин абортов вот, в различных возрастных группах, в различных территориях мы до конца не знаем. Конечно, здесь есть место для больших, наверное, научных и социологических исследований, чтобы эти причины, возможно, они будут такие же, как во всей России, но, возможно, есть и местные факторы, то есть скоро уровень абортов в нашем регионе на протяжении, вот, насколько я знаю, минимум 25 лет, он всегда процентов на 30, в какие-то годы и выше, чем среднероссийские. Этому должны быть еще какие-то объяснения. И, наверное, для нивелирования вот этих проблем необходимо будет принятие каких-то таргетных мер для нашего региона. Что касается смертности, вот последнего доклада, ну вот понятно, что медицина Советского Союза, которая была связана с доступностью первичной медико-санитарной помощи, с доступностью диспансерного наблюдения, диспансеризации и профилактической работы, она, понятно, что оценена и Всемирной организацией здравоохранения, и, в общем-то, системами здравоохранения многих стран, и лучший опыт, наша практика советская, она принята на вооружение в ряде стран, в том числе и в настоящее время, которые продвинулись существенно в показателях здоровья сбережения. Что касается подходов, которые предлагаются, безусловно, так называемый чекап, модное на сегодня слово, да, для молодежи понятное, то есть самооценка по определенным параметрам, в том числе по анкетам, с использованием информационных и коммуникационных сетей, это все может иметь место быть, но, уважаемые коллеги, у нас каждый третий житель республики проживает в селе, да? И на сегодня мы знаем, что еще не все села полностью подключены к сети интернет, и, конечно, это отчасти ограничивает возможности этого чекапа, самостоятельной оценки здоровья. Поэтому мы видим, что здесь возможно проведение таких опросов, во всяком случае, проведение вот этих анкет до населения, если они будут нашими уважаемыми экспертами нам предложены, например, через различные структуры, которые в селах представлены. Это может быть как социально ориентированные коммерческие организации, так и, может быть, да, представители социальной защиты, да, на сегодня, может быть, также Почта России, да, которая у нас практически представлена во всех территориях, и мы знаем, что заинтересованность со стороны этих организаций имеется.
А что касается вот следующего этапа, то есть выделения группы риска этих людей, которые имеют какие-то вот сигналы о том, что у них не все благополучное состояние здоровья, мы, конечно, понимаем, что есть узкое место, это доступность медицинской помощи, в том числе на селе. Но на сегодня мы этот вопрос еще не решили окончательно. У нас в ряде территорий, я, наверное, сниму уже маску, да? У нас, извините, в ряде территорий на фельдшерско-акушерских пунктах работает даже не фельдшер, а медицинская сестра. То есть нам вопрос необходимо решать комплексно вот, в части подготовки кадров. И, безусловно, вот, возможность подготовки специалистов медико-социальных, о которой говорил последний докладчик, она является интересной, и нам кажется, что она может представляться перспективной для жителей, особенно удаленных территорий. Что касается вот, еще одного фактора риска, о котором я сказала в начале, что влияет на сверхсмертность населения, я ни в коем случае не касаюсь экономических вопросов, да, и условий и качества жизни на селе, но тем не менее мы знаем, что на сегодня уровень смертности от алкоголя ассоциированных причин в нашем регионе он существенно влияет как на показатель смертности от болезней системы кровообращения, которая определяет почти 50% всех причин смерти, так и на смертность от внешних причин, это вторая и третья, соответственно, причина смерти. И поэтому нам представляется, наверное, интересно вот еще продумать такой вопрос изучения причин вот этого пагубного потребления алкоголя и патологического потребления алкоголя. И связанных с этим мер не обязательно медицинского характера, может быть, это сопровождение одиноко проживающего человека. У каждого есть свои причины, да? То есть, возможно, какая-то поддержка, возможно, развитие групп самовзаимопомощи, которые есть и были в советские времена, и есть довольно успешные проекты, но нам представляется, что решение вот этого вопроса может существенно изменить ситуацию как минимум среди населения определенных групп, проживающих в труднодоступных территориях, может быть, с проблемами трудоустройства, одиноко проживающих людей и формирование в обществе, вот изменения в обществе представлений о потреблении алкоголя, да, и о патологической привязанности к нему может влиять на показатели смертности. И, соответственно, может повлиять на показатели ожидаемой продолжительности жизни населения в регионе. Ну и, безусловно, то, о чем мы говорили, о третьей составляющей демографической эмиграции, конечно, вопрос о том, каким образом нам заинтересовать людей жить на севере, жить не в самых комфортных природных, климатических условиях, он, наверное, должен решаться, может быть, не нами, не отраслью здравоохранения, там, может быть, даже и не столько присутствующими здесь экспертами и участниками круглого стола, но, тем не менее, решение этого вопроса является существенным для вот, изменений миграционного оттока на стабильность численности населения. Потому что ежегодно мы теряем в республике там, от 7 до 10 тысяч населения. Выезжает, понятно, что не старики, выезжает в основном молодое, трудоспособное население, активное, фертильное, да, то есть мы теряем людей, которые могут обеспечить отчасти будущее региона. И наша задача заинтересовать вот именно эту когорту людей, чтобы они оставались жить в нашем регионе, прекрасном регионе. Вот. Но что касается мер, которые реализуются Министерством здравоохранения Республики Коми, там, заинтересованными органами власти, мы, безусловно, как и вся страна на сегодня, реализуем федеральные проекты, нацпроектов здравоохранения и демография. Существенное влияние мы сможем, наверное, оценить в отсроченном варианте. На сегодня стоят задачи, чтобы создать условия для обеспечения доступной медицинской помощи. И именно на решение этих вопросов направлены все нацпроекты, все федеральные и региональные проекты нацпроекта здравоохранения, обеспечить комфортность жизни и укрепление здоровья на популяционном и на индивидуальном уровне, сохранить здоровье наших граждан старшего поколения. Это те задачи, которые решаются в том числе в рамках нацпроекта демография.
Еще сейчас с этого года стартовал большой проект, который реализуется во всей стране. Фактически он связан с реновацией инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи, которая является основным звеном в оказании медицинской помощи населению. Ну и для того, чтобы я уже долго не буду задерживаться, может быть, на показателях, потому что они были изложены предыдущими докладчиками, я хотела сказать, что, наверное, решение проблемы не только отрасли здравоохранения и органов исполнительной власти местного самоуправления, которые у нас на территории региона, а привлечение экспертного мнения, привлечение каких-то новых проектов, реализация новых проектов и новых возможностей, безусловно, в совокупности, не исключительно чьей-то заслуги или чьих-то неудачах, но в совокупности все должно влиять на достижение одной цели, это сохранение жизни и улучшение качества и доступности жизни, качество жизни и доступности всех благ, равное как при проживании в любом другом регионе, мегаполисе, больших городах. Спасибо. Ирина Александровна, у меня вопрос к вам. Нет сомнений, что ведется гигантская работа, и все нормально делается с точки зрения Министерства здравоохранения. Ни у кого нет сомнений. Просто вы сами же отметили, что возникает целый ряд таких поисковых направлений новых, которые желательно бы внедрить и реализовать в жизни, которые требуют одновременного участия и разных представителей администрации, совершенно разных министерств, и НКО, которые явно нам нужны здесь во многих задачах, и социально ориентированное предпринимательство, и организация образования и науки, которые должны подключаться. Вот у меня из этого следует вопрос. А как вы считаете, может быть, все-таки нам организовать площадку какую-то, в которой могли бы разговаривать все представители этих направлений и структур при возникновении новых задач и новых проблем, которые хотелось бы реализовать и которые не вписываются в стандартные схемы решения? Как вы считаете? Безусловно, такое решение, оно вообще напрашивается. Да, не вот сейчас слышно. Да, безусловно, такое решение напрашивается. Мы изучали опыт регионов. В отдельных регионах это все проходит под эгидой заместителей губернаторов по социальным вопросам. Там создается коллегиальный орган межведомственный, межсекторальный, с участием органов исполнительной власти, администрации муниципальных районов, советов администрации и некоммерческих организаций, экспертов. Да, такой опыт есть, но если это будет реализовано, мне кажется, это пойдет на пользу всем нам вместе, всем сторонам. Да. Спасибо. А вы готовы были бы подключиться в качестве одного из лидеров такого рода площадки? Да не стесняйтесь. Я ни в коей мере не стесняюсь, но у нас принято немножко не так, то есть если министр определяет, то безусловно получается, я, так сказать, служивый человек, у нас очень строгая иерархия, поэтому... Я вас понял. Ладно. Можно коротенький вопрос? Давайте. Игорь Алексеевич. Можно, сейчас, секунду, Игорь Алексеевич скажет потом. Да. Я смотрю, если дружба завяжется, то я не хотел об этом говорить, но у нас есть второе предложение в сфере повышения рождаемости, такое прорывное. А предложение следующее. Исследования показывают, что среди тех, кто не рожает, а должен был рожать, примерно треть. Дальше, вы опросите бездетные пары, они хотят иметь 2,5 ребенка, не имеют ни одного. Более того, там примерно 10% мечтают о 4 и более детей среди бездетных пар. И у нас, давайте на этом этапе возьмем целевой аудитории тех, кто хочет иметь детей. Им не нужны ни пособия, ни материнский капитал, ни квартира. У них все есть, только детей не получается. И мы разобрались, в чем причина. И очень коротко, идет в стране эпидемия психогенного бесплодия. Как зоопарки не размножаются, точно и так здесь что-то происходит с репродуктивным аппаратом по мужскому и женскому типу,
И этим никто не занимается. Вот что у меня предложение, если будет создана такая площадка, мы готовы помочь вам заняться этой категорией женщин и мужчин, семей, которых не нужно просить, ты им помоги зачать ребенка. Спасибо, Игорь Алексеевич. Вопрос был из аудитории или выступление? Да, мы хотели добавить. Представьтесь только. Мы говорим сейчас о единой площадке. Представителя автономной некоммерческой организации «Ответственное родительство». Во-первых, хочу поздороваться со всеми. Добрый день, коллеги, единомышленники в решении вопросов на формирование компетенций будущих и молодых родителей, которые помогают создавать оптимальные условия для гармоничного развития семьи и личности, которые помогают создавать и сохранять и развивать конструктивные семейные отношения, на защите материнства стоят на защите детства и отцовства. Именно эти вопросы, для решения этих вопросов была создана и наша некоммерческая организация «Ответственное родительство». И сегодня мы бы хотели взять на себя создание некую такую единую площадку, семейный ресурсный центр, который в своем роде единственный в Республике Коми, и который бы помогал развивать именно семейно-ориентированные некоммерческие организации, которые в сфере защиты семьи и детства реализовывались через различные социальные проекты. У вас есть своя уже команда, это люди-профессионалы, каждый в своей области, и поэтому которые готовы делиться, готовы помогать и внедрять свой опыт в районы Республики Коми. Эти профессионалы уже работают долгое время, поэтому они с радостью откликнулись уже на эту идею, и поэтому мы вместе могли бы сотрудничать с различными ведомствами и с различными НКО, и направлять свою работу именно в семейно-ориентированные НКО, направлять их деятельность в единое русло. Спасибо. А как опора России, социально ориентированное предпринимательство, могло бы здесь как-то подключиться? Вопрос к Киселеву. Да, мы только за. У нас действует комитет по ценностно-ориентированному предпринимательству, и мы единым фронтом тоже над этой проблематикой работаем. То есть семейные предприятия и так далее. Я думаю, что мы бы здесь могли единым фронтом действительно выступить. Разрешите, я тогда уж сколько мне попало. Хорошо, хорошо. Да. Значит, тут мы говорили сегодня о миграции, но мне кажется, как-то вскользь. Я бы хотел на этом заострить внимание, потому что ситуация по миграции, особенно по миграции молодого населения, у нас действительно очень тяжелая. Цифры. В 2019 году у нас было молодежи в возрасте от 21 до 35 лет 155 700 человек, а в 2020 уже 146 900. То есть почти на 9 тысяч человек у нас за год уменьшается молодое население. Также у нас ухудшается деловой климат. Я думаю, что это связанные вещи. Закрываются предприятия МСП. За последние 4 года у нас ликвидировано 5416 предприятий МСП. И растет безработица, и все это, так сказать, порождает некий образ, да, о котором мы говорили, инерционный образ нашего развития, и метафорически его можно представить как тонущий корабль Республику Коми. Такой он еще как бы, Титаник еще плывет, но все уже, так сказать, понимают и разговаривают на кухне о том, что вообще-то с этого Титаника надо бы куда-то вообще-то переходить, потому что позитивного образа будущего нет, и нет идентичности, которую молодежь связывает себя с Республикой Коми. Они не капитаны этого корабля, собственно, их к рычагам управления этого корабля не подпускают и не хотят подпускать, поэтому они его спасать особо не собираются. Отсюда и такая тенденция. Это такой системный вызов. Это усугубляется еще и активной работой тех, кто получают выгоду, да, бенефициаров такого оттока населения. Например, вот баннеры, ну вроде бы такси, да, в Воркуте баннер, такси, в центре города висит такой баннер «Закажи и уезжай». Вот, очень хорошо. И это, так сказать, давит на население. У нас здесь в городе Сыктывкаре, столице республики, между прочим, единственный регион, где там плюс 100 человек каких-то, у нас висел долгое время в самом центре города огромный там
баннер о том, что там купи квартиру в Питере, очень выгодно, давай, дорогой, уезжай, не теряй время. И это, конечно, сказывается на всем этом климате. В общем, вызов системный, поэтому отвечать на него можно только системно. Поскольку мы организация предпринимателей, мы считаем, что важной составляющей этой вот самореализации молодежи, по которой она, собственно, и тоскует, да, поэтому она уезжает, является предпринимательство. Популяризация предпринимательства, которая сейчас ведется, но и нужно помочь предпринимателям молодым встать на крыло. Для этого им нужно предоставить стартовый капитал и помочь наставнической помощью для того, чтобы они не разорились в первые 2 года. Для этого мы предлагаем создание такого института развития, как венчурный фонд социально ориентированного предпринимательства Республики Коми. Предложения конкретные мы направляли, Владимир Евгеньевич, вам. Я думаю, что это существенно может переломить ситуацию не только с отъездом наших, но и с приездом тех, кто хочет развиваться. Это будет серьезный аргумент, чтобы в Республику Коми приехать. А все увидят, что действительно мы как-то хотим это все удержать. Кроме того, у нас огромная миграция в вузы, то есть молодых людей, которые только закончили школу, они уезжают повально в вузы центральных городов, которые по качеству очень редко, за исключением там, центральных вузов, отличаются от качества СГУ, поэтому нужно проводить системную работу с ними, их удерживать. Мы вот предложили лидер-центр 2.0. У нас одно время действовал Центр управленческого резерва, лидер-центр Республики Коми. Многие удержались благодаря этому, молодые и талантливые люди в республике. Мы предлагаем эту традицию возобновить. И самый такой, наверное, важный момент, касающийся смыслов. Вот смена курса этого корабля, она находится в области смыслов. И сделать это, то есть это само по себе не произойдет. Нужно создавать некоторые площадки, институционально, значит, их закрутить, наполнить экспертами и дать возможность работать, где будут формироваться эти самые позитивные смыслы для республики. Мы вот предлагаем создание Центра социально активной молодежи Республики Коми «Движение вверх», где будет формироваться позитивный образ будущего среди молодежи. Но и не только. Мы вот инициировали круглый стол по культуре, я надеюсь, что он состоится. Вот. Деятелей культуры надо обязательно привлечь к формированию позитивного образа будущего Республики Коми и вообще позитивного настроения. Потому что во многом наши молодые люди уезжают из-за общего депрессивного фона в надежде на то, что у соседа трава зеленее. Когда они уедут, они, собственно, в том же Питере встречают тот же самый депрессивный фон, но они там уже вроде как устроились, много сил потратили, и вернуться назад им просто, зачастую не позволяет, неудобно, да, перед всеми, потому что уже уехал. Поэтому вот эти тезисы и эти предложения мы очень рассчитываем, что в рамках пилотного проекта нам удастся их реализовать, для того, чтобы этот сценарий смертоносный нам его избежать и развернуть курс корабля. Спасибо, Игорь. Видите, у нас молодежь активна, а чиновники ждут указаний сверху. Кстати, их зовут в диалог с обществом, выступают хорошо, квалифицированные, компетентные, знают ситуацию в Коми блестяще. Но когда их зовут на диалог с обществом, вот начальник не прикажет, мы и не пойдем. Но нельзя же так, коллеги, вы же еще и граждане одновременно России, нашей страны. Поэтому у вас должна быть и своя позиция, как у специалиста. Значит, я понимаю, что проблемы, почему у нас не очень ладятся отношения, хотя не со всеми. Вот Министерство науки, образования и молодежной политики, вот здесь Олег Александрович активно подключился к ряду площадок. То есть есть примеры позитивные. А в целом, я думаю, это наследие прошлого. Все-таки 3 главы были до этого, которые не очень справлялись с обязанностями. Плюс законодательные основы, которые негативно сказали, законодательные основы в части назначения мэров и руководителей низовых организаций не по выборам, а по назначению. И это отмечено и на федеральном уровне, в Госдуме, что законодательная основа такого назначения порождает коррупцию.
Есть проблемы большие. Мы знаем, как их решать, и я надеюсь, мы механизмы соответствующие запустим. Для этого необходимо, чтобы, по крайней мере, верхнее звено управления Республики Коми, начиная с главы республики и кончая председателем правительства и всеми его замами, осознали то, что необходимо работать сегодня всем вместе. Консолидация нужна администрации, обществу и бизнесу. Вот о чем говорит молодежь и о чем говорят многие у нас представители НКО. Я думаю, мы решим эту проблему, и администрация будет с нами работать более активно. Но сегодня, к сожалению, такая проблема есть. Плюс то, что мы здесь делаем, что, на мой взгляд, и на взгляд молодежи, НКОшников и других, позитивный шаг для республики. Наша работа полностью изолирована от государственных СМИ Республики Коми. О том, что есть такой пилотный проект и ведется работа, причем приглашаются самые яркие представители федерального уровня, в местной прессе отражения вообще ноль. Кроме первого нашего заседания, которое было 6 ноября. Это тоже о чем-то говорит. Почему такая блокировка? Видимо, это неспроста. То есть моя точка зрения, что сегодня администрация боится разговора с обществом. И почему она боится, мне тоже понятно. Давайте как-то менять ситуацию. Теперь кто еще готов выступить? Давайте еще у нас есть коллеги здесь. Давайте, послушаем. Предоставлю слово руководителю управления занятости нашего регионального министерства труда, занятости и социальной защиты Алексею Владимировичу. Алексей Владимирович. Еще раз добрый день. Было очень много сказано вещей про возвращение к традициям, многодетной семьи. Да, согласен. Это формирование определенного видения у молодых людей, то, что многодетная семья. Идеология должна быть, да, может быть, республика Коми может быть пилотом, но должна это быть все-таки на федеральном уровне введено и, соответственно, внедряться. То есть, начиная с садика должно это быть. И до 25-летия, условно говоря, человека, когда он уже должен был сформироваться как личность и должен был решить для себя, что ему необходимо. И второй, конечно же, один из самых значительных факторов, это, конечно, экономика. То есть у нас как раз миграционный отток, который сказал, это нам все-таки видят то, что они могут сделать в другом регионе лучше или себя реализовать каким-то образом. И могу сказать, конечно, у нас правительство республики в этом плане тоже работает. У нас, например, идет именно тех категорий, по крайней мере, по Минтруду, которые у нас испытывают трудности. Это безработные, им дается определенный грант, 145 тысяч, конечно, немного, но для начала своей предпринимательской деятельности возможно. Для малоимущих это 250 тысяч рублей. То есть в этом направлении мы тоже работаем и пытаемся исправить ситуацию. Много проводится определенных учеб, а также психологическая поддержка, как говорилось ранее, определенных категорий граждан. Ресоциализация лиц, освободившихся мест лишения свободы. Эта работа у нас проводится, но опять же это должно быть сформировано как одно совокупное направление, как идеология и экономика должны быть переплетены очень плотно и должны быть, на самом деле, может быть, в одной программе. Спасибо. Я попробую как-то ответить на этот вопрос, очень важный, который вы подняли. Действительно, идеология, без нее нельзя. Мы пока в нашем пилотном проекте, я уже говорил раньше, не заостряем этот вопрос, потому что настолько у нас поляризованы мнения по поводу идеологии сегодня в нашем обществе, настолько у нас, если грубо сказать, занимают ведущие посты пятая колонна, что поднимать этот вопрос в регионе я бы в данный момент не стал, хотя мы его вынуждены будем поднять, и проводя круглые столы по социальной доктрине, а фактически там уже идеологический вопрос, когда мы говорим о качестве жизни и об обязательствах всех вместе, и администрации, и общества, и бизнеса, в этих обязательствах повышения качества жизни. Это уже и идеологический, одновременно и экономический аспект. Об идеологии я бы сказал следующее. Сегодня в стране на федеральном уровне есть, по крайней мере, одна площадка. Площадок-то много, но площадка, которая более-менее системно подходит к идеологической работе, это проект Федеральный народный совет.
Там идеология в основном занимаются Зиновьевский клуб, Изборский клуб. Это пророссийская ориентация такая, патриотическая, с какими-то кивками в сторону Советского Союза. Вот. Мы работаем с этими структурами, с Федеральным народным советом, и в Коме, насколько я понимаю, первое создается совет Коми, Народный совет, первый в стране из всех субъектов, и уже он практически создан. Значит, мы здесь первые, поэтому идеологическую работу мы как бы вот делегировали этой структуре. Там много ярких людей, очень много ярких людей от страны, которые сегодня озабочены действительно серьезно проблемами России. Я думаю, что там создается такая идеология. Я думаю, что этот проект не входит в какие-то контратношения ни с какими политическими структурами, потому что это общественно-политическая организация, а не политическая, то есть она к власти не стремится, эта организация. И в Госдуму и другие структуры она тоже идти не будет. Вот. Одновременно она не входит в контратношения с администрацией президента РФ. Поэтому вот эта структура такая мягкая, в то же время патриотическая, она создает идеологическую платформу. И мы с ними работаем. Наша задача в рамках этого Федерального народного совета, и которую я на себя взял, это совершенствование механизмов консолидации государства, общества и бизнеса. То есть мы занимаемся работой по консолидации этих. И, собственно, без этих механизмов ничего не будет. Но и без идеологии эти механизмы тоже будут пустые. Вы совершенно правы. То есть без идеологии такая работа тоже неосмысленна. Ну и это показывает опыт Соединенных Штатов Америки, у которых механизмы консолидации более-менее были раньше, по крайней мере. Но в силу того, что у них идеологическая основа гнилая полностью, у них система пошла в разнос. Сегодня Америка пошла полностью в разнос. Она съедает себя внутри сама себя. Значит, нам нужно создавать и одновременно в гармонии и механизмы, и идеологическую основу. И здесь мы к этому вопросу еще не один раз вернемся, к идеологическому, и будем его поднимать. И вы совершенно правы, что на федеральном уровне должна вестись работа такая. Она ведется. Что касается экономических оснований для решения демографической проблемы, мы разработали сейчас один проект, я пока не буду называть какой, потому что поскольку у нас уж очень большой дружбы с администрацией Республики Коми нет, ну кроме главы республики и ряда замов, то я не буду озвучивать, чтобы не были запущены преждевременно какие-то механизмы контр. Вот. Но есть проект, причем подключены будут и местные силы, и наука местная, и федеральный уровень. Есть проект, который может действительно поднять Республику Коми не только за счет сырья, которые идут, деньги которого в значительной степени идут мимо республики, я так полагаю, вот, но за счет действительно в подключении к этому проекту всех слоев населения, то есть в этом проекте будет заинтересовано все население Коми республики. Такие проекты есть. Вот. Спасибо, хорошо вы сказали, выступили. Да, пожалуйста. Кто еще? Я. А вы еще скажите, кто вы и я. Очень хороший голос. Голос у вас очень хороший. Жизнеутверждающий. Елена Галева, председатель Сыктывкарской ассоциации многодетных семей. В нашей семье мы с мужем воспитываем 5 детей. Ох, молодцом. Стараемся, да. Что могу сказать? Самая большая боль и печаль, что у нас есть в Коми республике, что наши многодетные семьи это равно нищета. И поэтому мы выше перешагнуть не можем. У нас все идет через... Одно место. Да, пусть будет так. Сейчас я соберу. Вы не волнуйтесь. Очень много многодетных семей наших уезжает, потому что там теплее и там больше поддержки для многодетных семей. Если что касаемо абортов, то тоже печально, потому что
когда приходишь в даже женскую консультацию, они тебя не готовы принять в таком... Нет эмоций, люди не рады за тебя. Даже с этого же акушера, который тебя принял. А ты должна уже выйти с этой радостной вестью и радовать родного мужа, который падает уже, что у него 4 детей. Вот. Поэтому мы своей организацией, конечно, очень стараемся и пытаемся рассказать про многодетные семьи только в положительном. Но нам тоже не хватает сил и ресурсов, потому что тоже касаемо женской консультации, когда ты там заходишь, там вещают телевизоры, и там вещают про семьи многодетные, но это не наши семьи, не сыктывкарские семьи. Нужно больше вещать о наших семьях, о тех же многодетных семьях, которые предприниматели, о тех семьях, которые, пусть они простые воспитатели и простые водители, но они живут и не воспитывают этих детей. Что еще хотела сказать? Нету СМИ. Нет. Волнуюсь, да, волнуюсь. И то же самое, что касается наших детей, которые сейчас растут, да, мы все идем, нам нужна помощь государства, мы без нее не справимся. И поэтому нам всегда нужно подтверждать статус малоимущих. Многодетную семью в нашем регионе мало как обеспечить, поддерживают. Мы все идем через малоимущую семью. И когда ребенок тебе подходит и говорит: мам, а я хочу питаться так же, как и все дети, я не хочу быть ребенком из многодетной семьи, это больно. Потому что дети кушают макароны, а твой ребенок кушает макароны, а соседний ребенок ест макароны с котлеткой. Понятно. Сейчас. Но я рада, что мы благодаря Ольге и Андрею Петкову соединили свои силы с приемными родителями. И сегодня у нас проходят достаточно богатые клубы, где мы рады каждой семье, и многодетной, и приемной, и семьям с детьми-инвалидами. И мы показываем между собой, как мы можем, что мы можем и где мы можем. Да, и оказываем различную поддержку. Ой, это попозже, не могу. Да. Спасибо. Мне неожиданно передать микрофон. Спасибо. Да, Смирнова Ольга, руководитель некоммерческой организации Центр психологической помощи семье и детям с Турвалом. Вот сегодня очень интересная встреча, вот я на второй такой встрече присутствую. Очень много таких вот моментов интересных. Со своей стороны, что могу сказать? Наверное, мы уже со своей стороны как можем поддерживаем вот эти вот, мне не видно, поддерживаем и стараемся поддерживать многодетные семьи. И вот я сама приемная мама, приемные семьи поддерживаем. И семьи, которые воспитывают деток с инвалидностью УВЗ. Мы просто одни, наверное, хотелось бы работать в связке, наверное, с двумя остальными секторами, да? Потом мы только третий сектор, и мы маленькие, слабенькие. Вот, но мы уже что-то делаем, то есть в нашем пуле уже получается, вот у меня 100 семей, у Лены Галевой, которая только что выступала, 200 семей. Это все многодетное. У меня 100 семей приемных. Наша Наталья, которая ведет деток с инвалидностью, около 30 семей деток. И я к тому, что, представляете, уже какой пул, вот мы уже их сопровождаем, мы уже им помогаем и оказываем психологическую помощь и поддержку. То есть сейчас мы создаем, вот говорили про пап, действительно, папы у нас вообще вылетают, я не знаю почему. Сейчас мы уже создали клуб для пап. Папы, конечно, еще немножко такие... Да, вот с таким глазом, да, то есть они не понимают, к чему это, для чего это, но уже хотят объединяться, хотят как-то вот помогать нам. Это тоже на самом деле очень здорово. Так что вот, я хочу сказать, что мы уже в этом направлении работаем, присоединяйтесь, мы готовы влиться куда угодно. Мы готовы работать и помогать. Спасибо. Андрей Михайлович, что вы можете сказать по поводу все-таки объединения вокруг демографической проблемы НКО, социально ориентированного предпринимательства, науки, образования, ну и, конечно, чиновники тоже подключатся, и администрация, безусловно. Я думаю, что мы решим эту проблему. Да, спасибо, Владимир Ильич, за слово представлено. Мы видим довольно-таки эмоциональное выступление как со стороны и административной вертикали, и исполнительной власти. Очень радует здесь присутствие у нас образования, Министерства образования и Министерства здравоохранения. Были также муниципальные районы, Сыктывдинский присутствовал в офлайн
в очном режиме здесь в зале. Это говорит о том, что идет большая заинтересованность все-таки в консолидации в направлении демографии, и не только демографии, а в направлении, значит, работы третьего сектора и в работе в нашем пилотного проекта. Мы предлагаем создать также площадку, уже Жанна Анатольевна тут подумали уже, площадку в работе в данном направлении по демографии. Есть у нас представители социально ориентированной некоммерческой организации. Вот как раз у нас очень эмоционально выступали и девушки многодетные, также у нас есть там ответственное родительство, которое работает уже в этом направлении, в направлении создания ресурсного центра. Осталось нам только узнать, кто нас поддержит со стороны административной вертикали. Я думаю, здравоохранение с образованием нас здесь поддержат обязательно. Все нужны, да. Ну, нельзя разграничить, что кто-то комплексная работа, да, смотрите, тут даже сразу все предлагают свою помощь в организации этой площадки. Я думаю, Жанна Анатольевна, определимся к площадке, да, где будет находиться? Вообще надо продумать по алгоритму, сейчас тяжело сказать, потому что это настолько демографические вопросы, они разные, затрагивают практически все ведомства, затрагивают широкий спектр и организаций, которые ведут разноплановую работу. Да? Если, допустим, у нас с наукой понятно, с молодежью тоже понятно, да? А вот демографию это очень широкая площадка. Кто должен будет здесь координировать, уже да, высказаны предложения, поэтому сначала, мне кажется, это нужно обработать, да? Потому что у нас завязываются и социально-экономические процессы. Сегодня мы много говорили о теме Арктики, и у нас, к сожалению, мы увидели те комментарии, которые у нас прописаны в чате, да, по ситуации с Воркутой, по ситуации с развитием оленеводства, с занятостью. Видите, спектров очень много. Поэтому как скоординировать эту площадку, это надо еще подумать. Либо, может быть, выделить на отдельные, я не знаю, подгруппы, под направления. В общем, тут надо думать. Мне кажется, идеальная площадка будет вот именно в этом помещении здания, это в Доме Дружбы Народов. Дом Дружбы Народов и будет консолидировать все эти бизнес-направления, административную вертикаль и социально ориентированные некоммерческие организации. Площадочка. Надо думать. Давайте проголосуем. Надо принимать решение. Да. Нет, Дом Дружбы это, извините, Дом Дружбы это площадка, которая нас придумала, как это, место, где мы собираемся. А мы сейчас говорим не просто о месте, а мы говорим о тех экспертах и людях, которые сюда входят. И кто, ну вот уже была высказана сегодня идея, да, с практикой, которая существует в субъектах, да, это о совете, каком-то коллегиальном органе. Вот это действительно логично, когда объединяются усилия всех направлений и органов власти, органов местного самоуправления, общественных институтов, научного сообщества. Мы же понимаем, что это все в одной связке будет идти. Поэтому Дом Дружбы-то принимают, и все сегодняшние мероприятия мы проводим на этой площадке. Но Дом Дружбы как площадка для, в том понимании, как мы предполагаем развитие наших тематических, так скажем, да, площадок, то я не совсем согласна. Ну, вы согласны быть мироносцем? Что вы меня пугаете, Андрей? А я с программистом, понимаете? Давайте, у нас время заканчивается уже, это, как говорится, мы коллеги, у меня предложение что такое. обсуждать самое главное. Так, по поводу площадки, все-таки несколько слов я хотел бы сказать. Значит, если мы будем ждать, что это родится площадка при каком-нибудь там замминистре или еще что-то, то она не родится никогда. Поэтому я предлагаю все-таки сейчас создать небольшую, Андрей Михайлович сделает рабочую группу инициативную, которая уже будет ядром. Кто потом будет руководить и кто войдет, это второй вопрос. И на каком месте мы ее расположим. Давайте несколько НКО какие-то, и может быть кто-то социально ориентированный предпринимательство, сейчас войдут в эту группу несколько фамилий, которые будут как бы отвечать за эту площадку. Потом мы подключим еще других. И они же займутся переговорами через Андрея Михайловича, чтобы подключить администрацию. Как вы смотрите, Андрей Михайлович? Замечательно. Фамилии уже есть. Я думаю, фамилии есть, значит, фиксируем площадку с этими фамилиями. Сегодня очень активные выступающие были.
Так, мы заканчиваем. У кого есть какие-то вопросы или выступления, чтобы не было обиженных, кого забыли? 1 минута, 2 выступления допускаем. Есть кто-то, кто не высказался? Так, ну, в студии у нас все, вопросы исчерпаны. Можно один момент? Сейчас, минуту. Я, конечно, много выступаю, простите меня, но мне кажется, что по делу. Сегодня говорили о том, что у нас страдают, которые, собственно, заключены, да, в пилотном проекте. Дело очень большое. И я думаю, что нужно действительно не ждать, что какие-то СМИ как-то изменят свою политику, потому что это, столкнулись действительно с каким-то противодействием, сила действия рождает противодействие. Поэтому надо думать над информационным освещением, созданием, может быть, информационного агентства или другого органа, который будет способен доносить до населения идеи проекта, формировать проектную идентичность на основании, объяснять, разъяснять и, собственно, приводить людей под наши знамена. Потому что именно в нашем информационном мире флаг держит не конкретный человек, флаг держит некий институт, и этот институт прежде всего информационный. Соответствующее предложение тоже направили. Надеемся, что вы поддержите. Поддержим, конечно. Жанна Анатольевна, ну что, мы заканчиваем тогда? Да, Владимир Евгеньевич, завершаем. Так, подождите, в чате что-то у нас пишут. Что у нас в чате пишут? Кто пишет в чате? У меня что-то... Вопросы поддержки КМНС и кочующих оленеводов готовы участвовать. Но это активно сегодня с нами в чате пишет Ксения Георгиевна Пасынкова, это БСК «Оленевод Воркута», активно участвует, да, и действительно в Воркуты мы сегодня уже неоднократно к этой теме возвращались. В любом случае, до всех участников будет доведена информация, презентация, да, по итогам сегодняшнего нашего круглого стола. Если кому-то есть еще какими материалами поделиться, я напоминаю, у нас есть электронная книжная полка, в которую можно будет размещать информацию для обмена мнениями. Так, ну и Владимир Евгеньевич, этот круглый стол завершаем. Я правильно понимаю, очередной круглый стол у нас 12 марта. Я пришлю на днях информацию. Да, посвящен он будет теме образования, о которой мы как раз активно говорили и на круглом столе у молодежи. Вот, еще значит, у нас среди докладчиков будет зампредседателя комитета Госдумы по образованию, очень яркий и патриотичный человек, это Смолин. Так что, и кроме того, еще подключим, ребят. Значит, Жанна Анатольевна, есть что сказать еще в заключение? У меня тоже все. Спасибо большое. Коллеги, всем большое спасибо за работу. Спасибо. По-моему, неплохо было. Да. Спасибо. До свидания.